Хлыбзеку телехопша, апсу телехопша, фюднагалу, тишьяшу и цоя эфирала, апснахунткара ахадарахы, а кандидат в дебатку. Аефир аҿы ҳаҟазаауеит ҩ-сааҭк инарзынаԥшуа. Ари аамҭа иалагӡаны акандидатцәа ироуеит алшара, ҳазҵаарақәа рҭакқәа рыҟаҵара еиԥш, ацәажәараан дара-дара ирызцәырҵуа азҵаарақәа рыҭиразгьы. Аԥҟарақәа иаҳа инарҭбааны ҳрылацәажәоит минуҭқәак рышьҭахь. Ус анакәха, ҳалагап. Уахатәи дебатку ирылахуп, Аԥсны аҳәынҭқарра ахадарахьы акандидатцәа. Астамыр Какалиа. Алхас Куцния. Алмаз Джапуа. Артур Анквап. Шамиль Адзенба. Леонид Зяпшба. Бзила шәаабеит ҳаҭырску акандидатцәа. Уажәы иаамҭоуп ҳефир аԥҟарақәа шәырдырра. Ҳазҵаарақәа рҭак ҟазҵо акандидатцәа реишьҭагылашьа ӡбоуп Аԥсны алхратә комиссиа хада иҟанаҵаз аҽҭаԥсара инақәыршәаны. Зҵаара цыԥхьаӡа аҭак иазԥҵоуп ԥшь-минуҭк. Ателехәаԥшцәагьы акандидатцәагьы ишәбарҭахоит шәекранқәа рҿы атаймер. Азҵаара аҭак аҟаҵараан аамҭа ахыркәшара аҟынӡа ҩажәижәаба секунд шагу асигнал абжьы гоит. Аҩбатәи аамҭа анхыркәшахо ашьҭахь. Кандидатк аҭак аныҟаиҵо, даҽа кандидатк имоуп алшара, иаазыркьаҿу азҵаара иқәгыло акандидат иҭаразы. Дебаты строятся следующим образом. Ведущий обозначает тему. Очередность ответов и выступлений по заданной теме будет происходить по жеребьевке Центра избиркома, которая проводилась для определения эфирного времени кандидатам еще в начале предвыборной кампании. У кандидата будет 4 минуты на ответ. Тут важно отметить, что в эти 4 минуты другие кандидаты могут вступить в дискуссию и задавать короткие вопросы отвечающему. За 30 секунд до окончания времени прозвучит первый звуковой сигнал и по истечении времени второй. В завершении дебатов у каждого кандидата будет по 1 минуте на заключительное слово. Зрители и кандидаты будут видеть таймер. Если вопросов нет, мы готовы начинать. Ҳәарада ишәымоуп алшара раԥхьаӡатәи азҵаара ҳҭиаанӡа. Кандидатцәа абра иахьа ҳазааиз зегь раԥхьаӡа инаргылан ҳауаажәлар патурақәа ҳҵарцоуп, иахьа иазҿлымҳауп ицо ахҭыс, иахьа хҭыс дууп ари ицо Аԥсны. Ара нас ҳара иаагыло зегьы ара ҳара ҳахь азҵаарақәа ус ирацәаны иҳамаӡам, избанзар зегьы еилаҳкаауеит иахьатәи иара ҳаиқәышаҳаҭны аҭагылазаашьа иҟоу, зегьы иаҳбоит ацәгьарақәа шоуа Аԥсны ицо аусқәа, аха абри Аԥсны ахада иганахьала ҳара азҵаарақәа ҳамоуп, иаҳҭахуп лабҿаба ҳаицәажәарц, ҳара ажәлар ҳахьрықәшәоз ҳара ҳгәаанагара Аԥсны иҟоу аҭагылазаашьа ҳҳәон. Абри иахьа ихаламырхәра абра сара сгәаанагарыла абри иаарԥшуп ауаа рахь азнеишьа, иара изнеишьа, ижәлар рахь, иҳәынҭқар рахь, насгьы ара уаҩҵас иуаҭәа умшьо ҳәа аӡәгьы дгылаӡам, абра хә-минуҭк, жәа-минуҭк рхы ҳаладырхәыргьы ауан, ари намысуп, патууп, ари нас ҳара ҳанцәажәо ус ҳҳәоит, ажәлар еидкылатәуп, зегьы ҳнапқәа еикәыршаны ҳаҟазароуп ҳәа, ас аума ҳәынҭқар еиҿикаарц шиҭаху ҳара ҳхада. Астамыр Алхас Алықьса-иԥа иауазар... Ҳаргьы ҳмааир ауан, аха ҳара ҳажәлар пату рықәаҳҵарц азыҳәаноуп абра ҩ-сааҭк инираҳаны ҳшьапы ҳақәгыланы аиҿцәажәара заҳҭаху. Алхас Алықьса-иԥа, аԥсуа телехәаԥшра аганахьала акандидатцәа зегьы ирыман алшара, ҳааԥхьара рыман иара убас алшара рхаладырхәыртә еиԥш. Ус зҭаххаз, згәаԥхаз иахьа абри астудиаҿы игыло шәоуп, агьырҭ ирыӡбаз, дара рыӡбамҭа, дара азин рыман. Вы поймете, у нас друг другу мало вопросов, в принципе. У нас вопросы к главе государства. И мы хотели бы присутствовать, чтобы он присутствовал, и другие кандидаты тоже. Ну что это такое? Это не пренебрежение к своему народу, я так считаю. Абсолютно. Я лично этим недоволен и приношу, заявляю о том, что это недопустимо, такие вещи во время... Зачем тогда мы говорим о законности, зачем гарант Конституции говорит, что он гарант Конституции, если нормы, прописанные ЦИКом и вообще нормы выборов нарушаются? Мы тоже же можем нарушать, но так же не поступаем мы.
Что это такое? Или сделайте, чтобы это было подконтрольно кому-то, такие вещи, чтобы не нарушались, Алхас регламентированные вещи. Друзья, пару слов. макяназы яхинзаздыруа закон дусуш натун алшара усип Ну, а шагуа закон закрыя, ашба депутат уйри усуп яшуба хабрада халапшин, а президент доумихан мамоха яшха шарашхала, да гижнит сет я ко всем к вам с уважением ихит. И из мано яри. Уйга кандидат идзбам топ. И Избан хашталшара тоба хари хастара ас хара схурила яразнак уси потом их цурила яразнак хала газар халхра габанахгу хара. Уважаемые кандидаты, если позволите, добавлю буквально пару слов. Абхазское телевидение со своей стороны, как сказала моя коллега Лана, конечно, максимально постаралась создать все условия. Уважаемый Алхас Алексеевич, если это вопрос к абхазскому претензий у меня телевидению, не к вашим к журналистам. сожалению, мы Я законом констатирую никак... факт, который происходит у нас сейчас. Мы вашу позволите? позицию услышали. Если вы позволите, мы Вы хотели бы позволите, перейти. все-таки я добавить хотел бы к словам коллег. Именно поэтому мы наставили на 3 сериях дебатов. То есть, если однажды человек может сослаться на занятость, не появиться, вполне возможно, человек занят, да, то быть занятым 2-й раз и 3-й раз не получится. Поэтому именно мы предупреждали об этом. Мы предупреждали о том, что предпоследний день выборов проведение дебатов. Когда после... И еще один момент. Астамур Валерьевич, я Если думаю, возможно, что... Уважаемые коллеги, если мы не позиция позволили себе услышана. уйти и остались, давайте на самом деле начнем. Слава Выступление у Богу, каждого будет Слава свое Богу. время. Мы все, что считаем нужным, все скажем. Я думаю, никто нам не Владимир мешает. Маратович, если позволите, это небольшое Да, пожалуйста. предложение. Все-таки вот тот вопрос, который ставит Алхас Алексеевич, он имеет место быть. И если позволите, хотя бы по 2 минуты мы на эту тему Обязательно. каждый свое отношение выскажем. Обязательно. И прямо потом мы сейчас. готовы начинать А потом можете основную начать. Я часть вас нашей прошу, встречи. вы дайте Спасибо. нам высказываться тоже. Если Конечно. мы по формату идем, мы же не нарушали все это время предвыборную Дайте возможность по кампанию. этой ситуации Поэтому каждому Занимайтесь высказаться. Никаких каждый претензий пусть к телевидению выскажется. нет, но А вы время адвокатами нам хватит давайте или по не 2 хватит, минуты. мы просто да. хотим Давайте начать по 2 дебаты. минуты на эту тему. Пожалуйста. И чему Сказали полшара? уже. Да, следующий. Если позволите, я Да. абсолютно точно соглашусь с Алхасом Алексеевичем в этом вопросе. Во-первых, честно говоря, меня тронуло поведение кандидата Аршева, который пришел, сказал, извините, если президента здесь нет, и ушел. Меня это немножко беспокоило, а мы все здесь, я не знаю, либо недостойные, либо что-то такое. Номер раз. Номер два. Так или иначе, все мы кандидаты, люди, которые еще не были президентами, ответственность за страну мы еще целиком не несли. Хотя многие из нас уже работали, я бы работал депутатом, я в свою часть. А за страну отвечал президент. За прошедшие 5 лет норма его, объем его ответственности к происходящему процессу самый большой. И, возможно, у нас есть вопросы именно к нему. Но, тем не менее, человек считает, что он не может сюда не приходить, и законодательство ему позволяет сюда не приходить. Но насколько это морально оправдано? Правильно это или нет? Просто скажите. То есть 5 лет за все то, что происходит в стране, и нести на себя ответственность, а потом безответственно не приходить на эфир. Я с Алхасом Алексеевичем полностью согласен. Мы можем начинать или Мы же Шамиль договорились, Иманович, да. давай. Да, А по 2 если минуты. президент был бы, господин Аршба, я очень сомневаюсь, что он им до конца оппонировал. Так, давайте. А, Если- Макарьев, Начинать. кандидат, и Если хашталшара, дебаты хастара, начнем. курахая, Давайте сердце, сделаем. Дайте анес. возможность на эту тему по 2 минуты высказывать. Добрый вечер, Хлопзе, В конце Кухава, будет минута. Абжизахва. На самом деле очень некрасиво. Сегодня больше вопросов у населения, у избирателей к действующему главе. И у нас много вопросов. Если он не посчитал сюда не прийти, во-первых, это неуважение, в первую очередь, к своим избирателям, к народу. Это видно было при ближайшие 5 лет, наплевательское отношение. Но я и другое хочу сказать, законодательно должно быть закреплено. Мы уже имели случай, когда действующий глава государства не выходил к своему народу, и он выходил в отставку. Должно быть закреплено. Если не пришел на дебаты, ему нечего делать, ЦИК его должен снимать. А вот что Аршба сделал, президента нету, мне с вами не о чем разговаривать, как будто за эти месяцы, за несколько дней, это, во-первых, неуважение к нам присутствующим, лучше не приходил бы.
Леонид таких Юрьевич, людей я вообще очень допускать извиняюсь нельзя. за то, что Я я, все сказал. вмешиваюсь, но мы тоже хотели бы попросить услышать нас двое, Я вас вам шестеро. ситуацию честно расскажу. Вот вы знаете, мы Мы- с Дзябчиком в каких отношениях были, какие случаи между нами происходили. Вы знаете, вот мы в каких лагерях, будем так, политических были, мы в каких лагерях были. Но мы сегодня ради своего народа, ради своего Алхас государства Алексеевич, стоим здесь. Мы эту позицию услышали, извините, пожалуйста. Давайте мы начнем дебаты. Я думаю, что нашему телезрителю в первую очередь Ему нечего интересно услышать. Давайте не будем друг друга перебивать. Это же дебаты. Хара Ну, не нас же надо хайзыгъазашьақәа ҳнарҟәаҵны ҳаиасып ҳапрограммахь иҳашәҭ ус еиԥш иҟоу алшара ҳарҭ амҩаԥгаҩцәа ҳара ҳус анагӡаразы. Анаҩс шәарҭ ишәоуат алшара, шәаамҭагь шәхы иархәаны ҳазҵаарақәа рҭак ҟашәҵартә шәара шәеицәажәарц еиԥш. Раԥхьаӡатәи азҵаарагьы исышәҭ алшара аԥҟарақәа изларҳәо ала ԥсышәалоуп ишыҟоу. Уи уажәаԥхьагьы ижәдыруан ҳакыр иаԥсоу ҳкандидатцәа. Аԥсуа телехәаԥшраҿы имҩаԥгаз акандидатцәа рыҿцәажәарақәа реиҳараӡак атәыла хадас шәалырхыр шәызлалагои ҳәа иаҳҭиуаз ҳазҵаарақәа рҭак аҿы акандидатцәа шәеиҳараӡак ишәҳәоз акызаҵәык акәын. Иара ашәарҭадара, азакәанхьчаратә система аԥсахра, аҵарҭыш агара, аҿагылара уҳәа убас иҵегьы. Ҳәарада, ари атема даараӡак рызҵазкуа темоуп, аҳәынҭқарра аргылараҿы еилкаа усуп. Убас шакәгьы иара абри атемала ҳалагар сҭахуп иахьатәи ҳдебатқәа, ҳаиҿцәажәарақәа, ҳцәажәарақәа изеиԥшразарои хыхь зыӡбахә ҳәоу апроблемақәа рыӡбараҟны азнеишьа. Даҽазныкгьы шәгәаласыршәоит досу ишшәымоуп ԥшьба-ԥшьба минут ҳшалаго Асҭамыр Валери-иԥа ила. Абри ԥшь-минуҭк ирылагӡаны иара имоуп алшара сызҵаара аҭак аҟаҵаразы, убас шәаргьы акыр иаԥсоу акандидатцәа шәымоуп алшара иаазыркьаҿны азҵаара шәызцәырҵуазар Асҭамыр Валери-иԥа иахь шәхы нарханы уи азҵаара шәҭиртә еиԥш. Анаҩс досу шәаамҭа шәхы иархәаны сызҵаара аҭак ҟашәҵар сҭахуп. Иҭабуп, ҳалагеит. Асҭамыр Валери-иԥа. Аԥсны Ахада ӡусҭа иалырхуа уи анцәаҩуп издыруа. Далагароуп са сгәаанагарала. Изакәантә амалрҳара шьауӷатә усны иҟалароуп Аԥсны. Ауаҩы ҩажәа-нызықь иоуазар, иактивқәа ирацәазар, ари жәларбжьаратәи хәҭаҷуп, жәларбжьаратәи закәануп. Ари хы иҭахҳәааны акәӡам, са сакәӡам изхәыцыз ари. Ашьауӷатә усны иҟалар, ауаҩы аҵарҭышагаҩ ианиго дақәрымкызаргьы, убри иханқәа, адекларациаҿы иану, исасааирҭақәа, имашьынақәа, убри аурыс иҳәон еиԥш вещественное доказательство коррупции. Убри адекларациа харҭәа зегьы амаҵзурақәа рҿы иҟоу ачинуаа иҟарҵоит, ихадырҭәаауеит, нас убри астатиа инақәыршәаны шәҩыла ауаа аусурҭа иамахуеит. Нас иҟаҵатәуп аицлабра ҳасабла, уалаҭахыла акәымкәа, аицлабра ҳасабла ауаа аҳәынҭқарра аусураҿы рнагара. Са убас исҭахуп, ауаҩы ачинуаҩ абас ирымҳәо хар сымам ҳәан аҭак. Иаанаго агәнаҳа ҟасымҵац сиашоуп ҳәаны. Убри ҵабыргхарц сҭахуп ачинуаҩ изыҳәан. Уи нас адекларациақәагьы егьырҭ ҳауаажәлар зегьы иҟарҵоит, аха аҳәынҭқарра аусуҩцәа ачинуаа рҟынтәи ҳалагароуп. Зда-ԥсыхәа амам усуп ари. Помимо этого, прямые выборы глав администрации вместо полуфеодального строя. Почему мы делаем упор на этих трех направлениях? Это стандартные, стержневые, фундаментальные для госслужбы понятия. Нет никакого смысла в написанных программах, если у вас нет рук госслужбы, которая будет ее исполнять. Если у вас госслужба нанята по блату, по родству, не отчитывается в своих тратах, не декларирует свои доходы, то это почти африканская госслужба. Абхазия цивилизованная страна.
Алмаз Северян Да. Ипас Зара ему. Тара хочексом сам за добрый Стамар Валерий приехал за Юлицка. Уже чинуас Венкара наус зваз. Хочешь Венкара Сергей звана декларация Жиларезера наус Минутки, снова жёг была минут декларация минхэ. Жирханаха чам псахте. Уже исм декларация Сюрхана наус раснала гозаха и ожти санала гози чам псахте. Ожти Венкар данала гози випи ашук тазухан ожти а декларация قني يربوب شوتس يا أخذ وتاخ ماشينة كر أخذ تسو а машина конуп абри وغنالا يتصيروا جوزارل абри ترتش جروما ترتش جرياد حلوما Я Я Зеркячна. объясню. Секунд чему. Благодаря лично нашей команде эти декларации появились в публичном пространстве. Только благодаря нашей команде. Мы изыскали один-единственный номер Республики Абхазия. Это коррупция. Я расскажу. Благодаря парламенту Республики Абхазия незаконное обогащение до сих пор не считается криминальным деянием. Если бы вы в парламенте, Алмаз Северянович, приняли бы этот закон, то тогда активы при 15 тысячах, квартирах, машинах являлись бы криминальным деянием. А сегодня Нет. они не Я являются. про ваши- Юридически не являются Я про ваши криминальным отношения деянием. спрашиваю. А? Про ваши отношения спрашиваю. Отношение может быть разное. Мы не просто хотим дискредитировать друг друга, мы хотим принять закон. Спасибо большое. Юридические последствия, а не пиар-последствия должны наступить. Стамой Валерий Бах и Пат Табуб Дарадзе Абрисазара Дачазнык Сазыхан Худзом Алхас Алексейпа и Шахаван Шарашкуана Гарилус Карстаху. Патагыла Заша Шуа давит Пахот Ласыласы Шарашук Кулара Курчги. Язгуаш Тотаха Абсахраджа и Казато Знейша Козьез Ярпшту Шкуана Гарала. Ну, шереш деродзи рабхейнер гылана апсна ялархва хада уяжла роб далызхва ажла роб изымчу зарадзбара ялархва уясара абхадзинер гылан хара яшан фхет зиги хала цажот яацатоги хота хавихум падиша ацатвада абхейнер гылана авацпехер имазроп уюсура аусура ярид гылоку икша мукша яди галарц изгуито аусура хунткарра азхуна жабаа бара язхиязароп حرا شريف دروت ناس برنامج حمو بحرا حخطو برنامج يويبشم واخر خرطة كورولا حخرلا تفاجو وابريش حوزي كروبتي بجي وبرا يشكر قلوب يحب أجت لجرل جو يحتخوا أزرا يرى تشينو يدنالا جو يرى يني زروب سراس ينبال يني زروب أكيد سراس استخا أو صورة شالا سمرجو سرا يسدس كله وبري أنبي يرى خطا سرا يسل سمرشران صوحة وبس أختاج كنا وبرا يكون خزانيو برسرا رام تزحنا سالا سبلا نسحزوم ناس يرى بسنا عند كارا خداي يرى يفا قلوي يردر وزروب أبخت بيا شجع بس عند كارا بيا عزبتو ياشوب حرا أريال خرقران حوا عجلر حان رشتفاجو يرتروب از زعرك ويشترخوا يرتروب آخر خرطك ويأو كتن خام يوم وبزيرك شروما وس از زعرو أو شرقيش حوان راد اللي خب شرقيم خم حرا حيبش خيط حالة تفاجو خيط ويزي جيزي خا زيجري حدا يخدو أبخ زيجري حدا يخدو حرح تقول زعش جيخا أبسنا سرا سازنيويت وبروزا زعرنا يخدرني سبخزو عيونت قطبي حرا حيجرد بشي حرا حيونت قطب كريمنال تقول زعشي هري زيجي زيج حنا بكويك برشنا حيتقولن حنا جامقلا حرا جيرك حزلت فاجوري كروبتي جوبس يوزات جيزان كلا زوم أكمزر كاي تكرك ويجد جيزالا كزوم أبراجي أيوة بيزنس انفستيتيوم حزلت فاجو أبراجي خرخرتك وعلى زوم وبس جريلا يجكاوي بس حصارو Как по-вашему, с чем связано длительное сопротивление? Это уже второй созыв парламента, второй президент. С чем связано длительное сопротивление принятия 20 статьи закона о декларировании? С тем, что это не панацея, и вот на этом хотят как-то уйти? Именно нет, Астамур. В моем понимании это так 7 лет выглядит. просто. Вот вы говорите, да, Астамур, ты говоришь правильно, я согласен. С сутью твоей программы, вот от 20 Это не статьи, моя, это вообще я, мировая. я понял, общая мировая, да, я согласен с сутью.
Но в нашей программе, если ты ознакомился, ознакомился, да. там есть поправки, которые уже лежат с 2018 года благодаря группе депутатов и Аслана Георгиевича Бжаня. Все поправки, которые в этой части необходимы. Мы пошли даже дальше там, если ты ознакомливался. Там есть попунктно. Я сейчас по истечению времени могу потом после передачи с тобой пообщаться на эту тему. Мы пошли даже там пошагово дальше. Там все расписано. И в связи с этим суть, о котором ты говоришь, я, конечно же, согласен с этой сутью. Нету тут ничего сверхъестественного, но когда мы говорим о госслужащем или чиновник, мы еще не имеем закона о госслужбе. Мы не можем провести градацию между контрактным, наемным рабочим, между вот этим. здесь я не согласен. Это Понимаешь? искусственно. Есть, Понятие ну, искусственно, не должностной искусственно, листов. я тебе констатирую факт, который Нет, есть. факт это затягивание, это отговорки. Я Должностной согласен листой с депутат, тобой. Мы, без формулировок если мы предельно должны ясно. подходить к этому вопросу, что ты, Астамур, предлагаешь, мы должны подходить к этому вопросу, чтобы он решил раз и навсегда, был решенным. наконец-то. Чтобы не попала винча, то мы принимаем одно, потом ее надо догонять Мы не другое. принимаем, ключевое. Мы Да. не принимаем. Парламент не принимает, президент не принимает, второй парламент, второй президент. Не принимает этот закон. Но я думаю, будем Табу надеяться на то, Дарова. что через 2 года будут выборы новые, а их будем просить. Если мы 2 Алхас года не Алексей выдержим, Табуб потом Дараӡа кыр иԥсо кандидатцәа ишәгәаласыр шәырсҭахуп, шәара ишшәымоу алшара ҳара амҩаԥгаҩцәа алшара шәаҳҭаанӡа шәхаҭа азҵаара шәҭиртә еиԥш, уи акы иҩбахаз иауазар акандидатцәа егьи акандидат иаамҭа хәыҷык шеиҿаҳала иаазыркьаҿны азҵаарақәа ишәҭиларц аҳәара акәуп. Алмаз Севериан-иԥа Хыхь зыӡбахә сымаз азҵаара аҭак еилыскаар сҭахуп, исаҳар сҭахуп шәара шәҟынтәи, шәхатәы знеишьа ишԥажәбо шәара абри апроблема аӡбашьа, иарбан мҩақәоу иазалхтәу? Совершенно дело сказал, это Сара Сиказ Авра Ара Жлар Спасвар Бжахартоза Русқан вот Ямши Захан Абхет Яхшачаква. Аԥхьатәи шьаҿақәа абри иара иааидкыланы иаҳҳәозар ашәарҭадара аганахьала иара апроблема шыҟоу ҳәа ҳҳәоит, аха ӡбашьас иамоу. Ужран Заги Кыран Писпахет Иҟаҳҵараны Азпазацарақәа ҳрылацәажәахьеит, аха убри наҷыданы иахьазны хәҩык вот аҳәынҭқарра дахьиқәгылараны иҟоу хәҩык акандидатцәа иахьахәылбыҽхан еилатәаны уаҵәы ҳнеиуазар, ҳауа дызҭазаалакгьы ҳнеиуазар, ҳзеиԥшу азҵаарақәа, аԥхьатәи иӡбақәо азҵаарақәа иахьахәылбыҽхан еиҭаҵаҳәыз азҵаа шәҟәыҟоуп азыҳәаны саԥхьаны урысшәала иҟоуп азыҳәан азин сишәҭазар, ахаҭа саԥхьаны азҵаараҟны ақьаад иагәылакуп. Аԥхьа иӡбатәу, аҩбатәи иӡбатәу ҳәа ақьаад иагәылакуп. Хминутк шәымоуп? Мы, ниже подписавшиеся кандидаты в президенты Республики Абхазии, в преддверии выборов договариваемся между собой о ниже следующем. В случае победы на выборах сформировать коалиционное правительство на основе достигнутых между группами договоренностей. Второе. Создать комиссию по реформам при президенте Абхазии в срок не позднее 10 рабочих дней со дня вступления в должность с целью выработки изменений в Конституции Республики Абхазия. И в срок работы комиссии 3 месяца. Третье. Провести референдум о внесении выработанных изменений в Конституции Республики Абхазия не позднее, чем через 4 месяца после завершения работы комиссии по реформам. Мотивированно отозвать лицензию на нефтедобычу компании Апсну Ойл в срок не позднее 3 месяцев со дня вступления в должность. Следующее. Поставить на баланс комплекс Унгургес в срок не позднее 1 года со дня вступления в должность. Обсудить в срок до 3 месяцев со дня вступления в должность и начать реализацию плана реформирования правоохранительной системы Республики Абхазия. В срок не позднее 6 месяцев выработать и предложить программу реализации комплекса антикоррупционных мер, в том числе новый пакет антикоррупционного законодательства. На этот документ сегодня встречались, согласовали и совместно подписали 5 кандидатов в президенты, 4 действующих кандидата и 1 незарегистрированный кандидат, который был снят. Это Леонид Юрьевич Запшиба, это Астамур Борисович Тарба, это Анкваб Артур Миродович, это я, и это снятый, вот, недавно снятый с дистанции кандидат, для нас все-таки он друг, и поэтому это кандидат, бывший кандидат Отруба Астарма Михайлович. Вот ряд первоочередных мер, которые мы собираемся реализовывать, уже будучи во власти, и общее видение всех 5 штабов в этом отношении имеются. Это комплекс параллельных мер, и мы их будем реализовывать
прямо с первого дня, там прописаны сроки, вы видели. То есть мы берем на себя обязательства, все эти 5 команд в случае попадения, решить этот комплекс проблем в первую очередь. Ну, команда это может расшириться, там никакого... Нет, конечно, да. Я знаю, что хотел поинтересоваться просто. Да. Вот коалиционное правительство, это обязуется каждый из ваших кандидатов, кто подписанты и являются, что коалиционное правительство создается при какой-то политической ситуации. Вы как считаете, коалиционное правительство это с привлечением в команду из других политических... Алхас Алексеевич, когда вот это политическое... просто для я сейчас меня, попытаюсь да. объяснить. Да, я не просто Лично для меня слово коалиция это не когда мы путем в момент, Ну да. в момент кризиса мы Противостояние, пытаемся там да. не так. Я Для для меня, себя знаете, хотел что бы коалиция? уточнить. Я в вашей команде знаю достаточно большое количество профессионалов и приличных Так же, людей, как и у патриотов. всех здесь И стоящих. совершенно точно. И вот в каждой из команд есть приличные люди и профессионалы. Коалиция это когда мы из разных групп без примеси по политике Я понял, на но основе нужно тогда профессиональных качеств. формулировку Это внести, конкурсный подбор кадров привлечь профессиональных людей из различных, ну, коалиционное правительство, Слово оно как бы коалиция не обязательно... ситуационная такая, из Слово напряженной коалиция... ситуации вытекает. Алхас Алексеевич, слово Ну, коалиция... я так думаю, не знаю. Как. Алхас Алексеевич, Да. слово коалиция не обязательно сопряжено с конфликтом. Я Может понял. быть, конфликта нет, но Да. люди Я хотят понял. коалиционности. Ну, Ама как-то у Сирян нас Ипам, это при политике так, при политической Шам ситуации. тахыркшып, видно. табуб дарадза таказы, Артур Мирод Ипам. Ишимо палшара бри хихзыз бахуаза темала гуанагара хадыжгалар сахтили хопшсыге шалхыйцара шханархана. Аԥсло жәлар хәлабзиа ҳашәаҳҳәоит, абра игылоу ҳазегьы даараӡа ҳадгьыл бзиа збо, иахьатәи амш азы згәы иҭоу аиаша, уаҵәтәи амш иазхәыцо, аҿар ирызхәыцо, ақыҭа, аԥсуа қыҭа, иахьа уажәраанӡагьы ҳара ҳаԥсуара аазго, иазхәыцо, абра иахьа ҳаидгылоуп. Абра сара аӡә дызбом, убри згәы иалам. Ҩыџьа-хҩык абра ажәа зышәҭаз ирҳәит, ҳазлалаго ашьаҽақәа иҟаҳҵо ҳәа. Са срықәшаҳаҭуп. Раԥхьаӡа ефиргьы нҳамаз абра убри азҵаара саргьы исышәҭахьан, аҭак ҟасҵеит. Раԥхьатәи шьаҿа иҟаҳҵо аидгылара, аилибакара. Абра ирҳәон сҩызцәа, абра иеидгыло ҳазегьы ҳаҩызцәоуп, аус еиҵаҳуан, пату еиқәаҳҵоит, ҳаилкаара излаҳанаҳәо ала, ҳарҭ ҳаидгылароуп. Убри ныҟаҳамҵа, уаҵәтәи амш, абра иахьа зыжәлар пату рықәзымҵаз, имааиз адебат аҿы. Сара дааиргьы азҵаара исҭаӡомызт. Уи азҵаара исҭо ҳәа сара азҵаара сымаӡам. Аԥсҭазаара хәышықәса рыла иаҳнарбит. Иҟаиҵаз, иҟаимҵаз ажәлар ирдыруп. Аха сара еиҳараӡак аҳәара иҟасҵо, абра иеидгыло бжәы, абра сҩызцәа убри азҵаара иалацәажәон, ҳа ҳаидгылароуп. Дус идгылоу аҩызцәа, ақәлацәа, аҵара ду змоу, згәы бло, аидгылара зылшо, абри апроблемақәа иахьатәи аамҭазы Аԥсны иамоу, ҳазҭагылоу, убри иазықәԥо, амч змоу, иаҳәшьу измоу, еидкыланы, ҳаидгыланы, иахалашо ныҟаҳҵоуп. Раԥхьатәи ашьаҿа ҳзырҟаҵо, ҳаидымгылар, сара сгәаанагароуп исҳәо, сгәаанагара. Инеилакгьы имацара даанхар, иара икоманда алагзаат уа. Убри ашьаҿа иҟаҵатәу, даараӡа ицәгьоуп, ипроблемоуп, иаҳдыруеит, изыҟамҵар ҳазшәоит. Убри азоуп ҳарҭ ҳзеилацәажәоз, убри азоуп абри азҵаарагьы зышьҭаҳх. Ушьҭа иҟалозар ҩажәак урыс бызшәала исҳәоит. Уважаемый народ Абхазии, я неоднократно обращался к вам и на абхазском языке, и на русском языке. Абхазский язык – это родной наш язык, это государственный язык. Но почему-то меня убеждают, что в эфире нужно говорить только на абхазском языке, что это способствует развитию абхазского языка. Артур Миродипов, Частично я в этом вы согласен. сначала Я прошу не Талшара. перебивать.
Частично я с этим согласен. Но почему не выполняется программа по развитию, государственная программа по развитию абхазского языка? Почему? Об этом мы уже говорим 25 лет. И что наши выступления на абхазском языке, вы прекрасно знаете, вот здесь из всех стоящих нету ни одного кандидата в президенты, который не сможет выразить все свои слова, чувства, пути видения и так далее на абхазском языке. Но мы живем в многонациональном государстве. Кроме абхазов, нас должны услышать и русскоговорящее население. Совершенно верно. Почему этот вопрос до сих пор не поднимается? И более того, Артур Миродов, я хочу озвучить, я извиняюсь, я, наверное, у Шамиля заберу 10 секунд, с его позволения. Не приход сегодня на дебаты ныне действующего президента в Республике Абхазия – это проявление крайнего неуважения к своему народу. Это проявление трусости и всего вытекаемого. Артур Миродович, Из моих слов. мы бы хотели, и уважаемые кандидаты, просить вас отвечать на вопрос. И что касается вопроса абхазского языка, мы должны будем тратить вещать время, на я вас абхазском прошу. языке. Я Шамиль тоже Умарович вас- еще. Артур Шамиль Миродов, Умарович, вам, вы У нас не Спасибо, все здесь. кандидаты прошли, их время у нас есть. Артур Миродов, табу конечно. сейчас вот что казак, Ну, я и извиняюсь, можно я к вам обращусь? Да, Я с конечно. уважением к вам отношусь и вообще к абхазскому телевидению, но вы сами, вот даже не смешно это говорить, это выборы в 5 лет один раз. Ну что такое 3 минуты, 4 минуты? Кто нам такие рамки устанавливает? Слушайте, мы говорим о судьбе народа, о судьбе государства. Что человек должен за 4 минуты вам рассказать свое видение, как он будет строить завтра государство в случае его победы? Алхас Алексеевич, если вы я вас задали вопрос, слушаю, я да. с уважением таким же вам Это на же не него реклама. отвечу. Кстати, зная, Как что за 4 кандидата минуты будет программу не развития. сидеть, Дайте можно до было конца время хоть разбить. договорить. Мы же не в Да, этом, не в давайте, зале я готов. судебного Так, табу заседания. ярец, акыр епсох кандидатша, губган хаштут псышала, Друзья, давайте астара работать. Полчаса стоим, ахшахтиуп, слова еще не сказал. губган хаштут псышала, Ваши астара ваши квахтал, Больше такпаге, разговаривать, ребята. Леонид Юрий Па хамта урашамти хамти хазуб шарашамта ишимы ихцум Шамиль Умарович ямта гюбрахиналацана акызаӡак иазгәасҭар сҭахуп ҳәарада гәыҩбара ҳамаӡам шәызегьы аԥсшәа бзиаӡаны ишышәҳәо убри аҟнытә ҳара иахьатәи ҳефир ԥсышәалагьы урысшәалагьы ыҟоуп актәи азҵаара ԥсышәала аҩбатәи урысшәала ҽазныкгьы шәгәаласыршәоит уи акы иҩбахаз Шамиль Умарович араҟа шәашәаԥхьа иқәгылоз ҳазҵаара аҭак ҟарҵахьеит ҳтелехәаԥшцәагьы уашьҭан иргәаласыршәар сҭахуп даҽазнык иара азҵаара зызкыз ашәарҭара азакәанхьчаратә система аԥсахра аҵарҭыш агара аҿагылара уҳәа убас иҵегьы абри атема есымшагьы шәара акандидатцәа шәеиԥыларақәа шәалхыҩцәа шәара шәеиԥыларақәа рҿы иазгәашәҭоит аха конкретла иарбан шьаҿақәа иҟаҵатәу апроблема аӡбара амҩақәа шԥажәбо шәара хаҭала шәаамҭагьы ацара иалагәышьоушәа. Иҭабуп лана ҳәарада аҭак ҟасҵоит, насгьы зныкымкәа сааихьеит ари астудиаҿгьы аҭак ҟасҵахьеит, аха зегьы раԥхьаӡа сазааҭгылар сҭахуп убри азҵаара иахьа аԥхьанатә ицәырҵыз. Я бы хотел обратиться, дорогие наши соотечественники, уважаемые граждане Республики Абхазия. В выборном процессе дебаты занимают особое место. Это публичная политика, выборы президента. Если президент не может встретиться со своими оппонентами и перед лицом своего народа ответить на вопросы друг друга, то что это за руководитель государства? У меня, как у человека, который 5 лет назад приложил в том числе усилия, труд к тому, чтобы он возглавил государство, было очень много вопросов. Я очень рассчитывал на то, что в этом эфире я могу ему эти вопросы задать. Но, к большому сожалению, я бы расценил это как политическая трусость, ни меньше, ни больше. Он не пришел сюда. Более того, поведение другого кандидата, Олега Анатольевича, тоже у меня вызывает большое сожаление. Ну что делать, как говорится, это их решение, они свой выбор сделали. Я хотел спросить, если президент был бы здесь, почему 5 лет назад, сетуя на то, что власть противопоставила ему систему строить дороги, асфальт и все остальное, зная все это, и мы договорились, что первое, что мы сделаем, внесем изменения в выборное законодательство, все это не было сделано. Наоборот, сегодня я теперь понимаю, почему
в общественной палате на нашей вот этой встрече его не было, потому что человек не собирался соблюдать закон, никакой не гарант Конституции. Сегодня новый район, мосты, дороги, асфальт, и все это заливается для того, чтобы купить голоса избирателей. Наш избиратель не такой глупый, он разберется, что и как ему делать. Я слушал Алмаз Северянович, ваше, это самое, я, кстати, не в курсе этого документа, но он такой, там есть моменты, например, я бы хотел по Ингургес, после того, как вы отчитаетесь в парламенте, как парламент даст свою правовую оценку, после этого, как говорится, на эту тему поговорить. Конечно, в целом, это не вопрос, это я реплика. Я маленькую ремарку. Там не написано о факте осуждения Деликова. Я понял. Там написано, что это не наше имущество. Я в данном случае и на балансе государства не стоит. Я услышал, все это услышал, понятно. У меня тоже встречено, в штабы мы разослали меморандум о том, что каждый кандидат сегодня, который баллотируется, мы же не знаем, кого выберет народ, чтобы подписал меморандум о том, что он будет проводить те реформы, о которых мы все, каждый из нас, говорим перед нашими избирателями. Вот. Это необходимый момент. Мы не Рауль Хаджимба, который с легкостью от тех документов отказался. Мы люди чести, мы отвечаем за свои слова. Я уверен, что подписав вот этот меморандум, я бы хотел сегодня вы в процессе пока беседы, чтобы ознакомились, посмотрели. Это абсолютно простые вещи. Это импичмент, это изменение нашей политической системы, это перенести выборы президента обязательно с лета, перенести за счет времени кандидата, перевести на... Конечно, надо перевести на зиму. И такие 3-4-7 вопросов, которые можно было бы, кажется, принять и договориться на берегу и понять, кто реально хочет реформы, а кто просто делает видимость. Зиграб хаза и элршаныча сейбутату таймнускатка министра. Азин хчарата система. Убри аныкамла ахинкара амчанамо ауипса ахинкара зырбхашо зыршо ахинка амчро. Амчра ныкамла амчра зиграб хаза зин хчарат систему. Убри аныкамла ахинкара лысшада янход. Ютаху программа, ютаху политика система экономика проект утаху зуку залаги яла угало яраха цухван заену узнамга арил лысшада янход. Зиграб хаза убри. А цартыша коррупция чагылара агада ну чагылы юзо. Ага уяир алот дбнауцар харана сихабахет южов машук сарабха вара уяй тахари юнуц калавафот. Ари хинкара казарбгало акоп. Хачам галар лысшада янход я ахсазиги хабржиран. Табу. Табу бдаразан. Ауштан Леонид Юрий Пашему Палшара бри хахзаз бахаза темала шканш ишзай харада шара ишзай гуатемала атак хашцарц. Это хлопзеква себжи захва хавардор. Абзер шумас коллега харлар ердрот. Вот таштах алхраху яу яларху. Авардор яло азто ами юкузо авар вирту хакоп атинчра. Рабха рухачку рихчара. Хинкар рахчара. Абра яха с коллега связь абра живик гуланян. Абра имайз حيوز وياتر بس يخنز درو خشك يقام بزر حقيت اخا يخا حنتكار خدا يماير اجي ارشبا يايني ترى وبري رخيز خسر رزيغو ارلر خص راخيش تيقيمتز الزارة كوريري تخونو بريزاحن خشك يخب خشين مايزر علوت. Я вот обращаюсь к нашим избирателям, искренне от души поздравляю моих коллег. Мы первый шаг, что мы сделаем в случае избрания, мои единомышленники, мы в первую очередь создадим с первых дней единую команду. Я говорил, еще раз хочу повторить, тот человек, который сегодня не соизволил прийти сюда, действующий кандидат в президенты, и господин Аршпа, но ему, видно, не разрешили. Вот с этой двумя командами, да, нам не о чем говорить. Похоже на то. Я, Алхаз Юрьевич, у нас с тобой никаких разногласий, я считаю, что никаких никогда не было. Разные взгляды на разные моменты, никаких обид и так далее. Мы взрослые люди. Мы сегодня идем во власть, мы идем не управлять, как некоторые 5 лет пытались управлять, а служить своему народу, объединившись
всем места хватит, всем работы хватит. Объединившись, мы в первую очередь укрепим. Я знаю, как это делать, силовые структуры, дав достойную заработную плату, усилив, ставя задачи, контролируя. Людей беспокоит одно – безопасность нашей страны. Правопорядок, закон для всех должен быть равен. Мы, абхазы, очень уникальный народ, вообще все населяющие нашу страну. Мы законопослушны, но не разделяя, доводя до людей, что мы хотим, что мы от них хотим, что мы от них требуем. Мы будем от простого крестьянина до главы государства видеть, слышать, понимать и отвечать на все чаяния. Мы должны не в кабинетах сидеть, пойдем в народ и будем с удовольствием наводить порядок. Для этого в течение года мы приведем все в соответствии и, налаживая жизнь, поднимая уровень жизни наших простых людей, тогда и экономика будет развиваться, и отдыхающие будут, и инвесторы будут. И просто иногда порой стыдно, столько усилий прикладывает Российская Федерация, наш сосед, наш стратегический партнер, а мы это все не можем претворить в жизнь. Более 50 миллиардов, где они и куда они пошли, куда они были направлены. Хватит, наверное, людей уже обманывать. Надо делать революцию в мозгах, в сердцах, и идти надо. Мы на этой земле родились и выросли. Мы должны послужить своему народу. И многое изменить, только объединенно, только вместе. Я в этом глубоко убежден. Спасибо Я большое. можно добавить, Да, потому конечно. что Шамиль сказал, я вот добавлю тому, что насчет дорог. Вот смотрите, август месяц, 11 год, село Покваш. Цитаты президента действующего. Все эти работы по укладыванию асфальта, ремонтов крыш, домов, которые власти осуществляют перед выборами, это обман. Вас обманывают, и о вас никто не вспомнит в следующие 5 лет. Если вам это нравится, изменим Конституцию и будем проводить выборы каждый месяц. Но это было более эмоционально. Да, эмоционально. уважаемые- А что сегодня уважаемые- происходит, что он сам делает, что от его Уважаемые имени кандидаты. делают. Уважаемые кандидаты, Алхас Алексеевич, можно с я вашего буквально? позволения, давайте Секунду, не будем секундочку, посвящать весь наш секундочку. эфир одной теме. Мы по этой Я теме... представляю вы новый по этой район теме уже высказались. депутатом парламента. Ну, И скоро 5 лет не могу опустится. добиться. У вас будет чтобы- обязательно секунду, возможность. одну Я секунду. хотел бы уважаемым телезрителям пояснить, почему речь идет об Олеге Нуриевиче, с вашего позволения, потому что не все в курсе. Олег Нуриевич за несколько минут... Объяснить надо. Да, за несколько минут до начала прямого эфира пришел к нам в студию, однако... Посмотрел на нас. Спасибо за помощь. Однако Не увидел президента. И вам спасибо за помощь. Пожалуйста, всегда рады помочь. Однако, не увидев президента здесь, действующего Не увидев президента достойного, Рауля очевидно. Хаджинба, он пожелал всем удачи и ушел. Вот, уважаемые телезрители, я просто решил внести ремарку, Народ чтобы также было задействует, что понятно. проголосует, что вы знали. Интересно, еще. желая удачи, он имел в виду победу нашу. или У что? вас у всех была возможность все ему это сказать и у Вы него знаете, я спросить. кажется, Понятно. мы в полной мере это осветили. Я думаю, уже телезритель все понял. Так, у меня просьба Продолжим. как раз-таки к вам, к этому вопросу не Продолжим. возвращаться. И с вашего позволения, уважаемые кандидаты, я бы хотел поговорить об еще одной очень важной теме. Это экономика. Я вам хочу, извините, я вам хочу сказать, у нас вопросы в основном, это К Раулю вопросы Джумковичу. к действующей власти, не только к нему, а в целом к действующей власти, исполнительной власти, которую он возглавляет. Поэтому вы не удивляйтесь, если мы какие-то вопросы здесь озвучиваем. Мы ни в коем для этого случае, мы ни в здесь и коем стоим. случае не удивляемся. Понимаете, Для да. этого мы и спрашиваем, Поэтому как мы здесь сделать. и стоим, чтобы это озвучивать. Да, какое у вас видение сделать лучше? Если вот главное, он не что пришел, мы мы же хотим не здесь будем, узнать. мы же не будем оставлять в сторону вопросы государственные, сегодняшние проблемы в нашем обществе, проблемы народа. Ну и что, он не пришел, уже понятно, но мы об этом тоже хотим Об этом как раз и Саид хочу Владимирович, поговорить. можно? У меня Вопрос. есть просьба. Да. Я полностью поддерживаю своих коллег, в частности, то, что сказал Алхас Алексеевич, это все-таки дебаты Кандидатов в президента. президенты, да, Поймите, 5 лет один раз происходит. Пытаться нас загнать в жесткие рамки телевидения, я считаю неправильно. Дать возможность любому говорящему досказать свои мысли. Конечно, мы ни одного не Обязательно. перебили. Мы вам даем Немножко такую произвольно, возможность. предположим, Вы можете, если мы время потратим, на платные Ну, понимаете? перевести. Нет, Алхас Ну, у вас, Алексеевич, дай, Больше пожалуйста. сейчас вам время сказать. не идет, да. Я Саид просто Владимирович, хочу...
куча свободного эфира абхазского телевидения, которые никак не могут забить, абхазское телевидение не может забить. И И тем нас не- ограничивают. Сегодня нас во смотрит времени. вся страна, причем с диаспорой. Поверьте со мне, всей. А я вам люди хочу будут- сказать, что мы тратим время. Люди давайте будут к вопросу. смотреть это и 2, и 3 Помогите. часа. Ребята, Мы давайте как раз более таки затронем. планируем вопрос. Спасибо большое. Давайте, Следующий давайте, вопрос мы бы хотели... Работать. С президентом мы закончили уже. Нет, я хочу все-таки вопрос Народ свой отреагирует, досказать, уважаемые кандидаты. Давайте поговорим об экономике. Вот шла предвыборная... Хочу сказать, что когда говорим мы, времени идет. Мы ни у кого времени не отнимаем. Кандидаты представляли свои программы, в которых там пошагово говорили о том, как все-таки улучшить развитие экономики. Кто-то предлагал добычу нефти как способ Мы знаем, кто. развить экономики. Кто-то, да, предлагал там сделать больше упор на развитие сельского хозяйства и туризма. Но все же, вот главный вопрос. Каким должен быть тот самый путь, который привел бы нашу экономику в более лучшее состояние? Пожалуйста, Астамур, вам вопрос. Вы знаете, для начала вопросы экономики должны решаться людьми, которые понимают то дело, чем они занимаются. Опять-таки мы упираемся в вопрос госслужбы. Она должна быть не по личной преданности, а по интеллекту. Не по партийной принадлежности, а по интеллекту, по знаниям. Вот в нашей программе мы должным образом не осветили этот вопрос. Я хотел бы... Вот это тесно связано с экономикой. У нас проблема жилья для молодых семей. Это и демография. У нас неподъемная ставка кредитов. Понимаете? У нас межбанковский кредит от Нацбанка через дорогу в другой банк 18%. От 18% начинается. Конечный потребитель получает кредит по 24%. С учетом оценки залога, бизнес-планов, написания, сбора всех справок необходимых, даже эта процедура забюрокрачена. Стоимость залога, кредит получает человек, и стоимость его залога должна в 3 раза превышать стоимость затребуемого кредита. Да? Как по такому кредиту молодым людям, да и не только молодым семьям, есть многие люди, которые снимают квартиры, приобрести элементарное жилье. Что мы предлагаем? Проблему эту решать следующим образом. Во всех странах есть программы помощи, целевые программы. В Российской Федерации там целевая программа федеральная, там жилище, молодая семья и так далее. То есть государство иногда субсидирует покупку, допустим, квартиры. Там 35%, если бездетная семья, 40% государство выплачивает от суммы. Если с одним ребенком, и за каждого ребенка по 5%. Что мы предлагаем? Мы предлагаем нашим банкам повременить с такими вот процентными ставками. Сейчас надо спасти и ипотеку организовать, спасти молодые семьи. Это оживит рынок строительный рынок оживит. Допустить российские банки на территорию Абхазии, сделать конкуренцию. Когда говорят о том, что какие-то инвесторы, банки придут на территорию Абхазии и унесут нашу землю, никуда они не смогут ничего нести. У нас МВД, СГБ, суды, родственные связи. Никто нас... Это не продажа жилья, Алмаз, не торопись. Это не продажа жилья. Я почувствовал. Это не продажа жилья. Вопрос о другом говорится. Смотрите сюда. Мы можем позволить инвестору. Мы всей нацией боремся за то, чтобы переоформить на себя старые руины, обветшалые. Друг на друга переоформляем и так далее. Давайте новое жилье построим, инвестора пригласим. Будем его спутниками, защитниками госслужба будет, да? Чтобы его криминал не трепал и так далее. Дайте ему землю, дайте разрешительные документы, пусть построит жилье. Половину этого жилья пусть отдаст молодым семьям, а эти семьи, вот то, что арендную плату вносят, работают, да, пусть вносят
даже заработать может государство. Если вы можете, с вашего позволения, я хочу еще продолжить. Здесь момент, смотрите какой. Надеяться в плане правопорядка только на одну силу, на мой взгляд, ошибка. Вот представьте себе, когда вы попадаете в программу получения жилья, вы должны иметь доход, работу, и вы уже заинтересованы в том, чтобы вас считали законопослушным гражданином, иначе вы лишитесь этих бонусов. Прошу вас, Вы нарушаете не только потому, что в Лондоне полицейские без оружия ходят, вообще без оружия, но безопасно. Вот эти сдерживающие факторы, то есть нельзя только на одну силу полагаться. Спасибо большое, Алхас Алексеевич. Вот какой путь предлагает Я понял. ваш штаб, Спасибо, спасибо. ваша команда? Спасибо. Конечно же, о том, что Астамур говорил, на этом экономику не поднимешь. Экономика вещь серьезная. Это почти очень такая вещь, которая без экономики государство существовать не может. Вы видите, что на каком уровне наша экономика сегодня находится. И вы видите, какие у нас социальные низкие выплаты, за какие заработные платы, абхазские пенсии. Это уже как анекдот, везде, куда ни придешь, тыкают этим вопросом. Наша экономика, конечно же, и практически ее нет. Будем правду говорить в лицо, потому что из того, что мы видели, какая экономика может быть, где глава государства в 5 лет 5 премьер-министров назначает и снимает? Какая экономика может быть? Вы о чем говорите? Нужно у нас, вы знаете, что это не такие перемены частые, оно не играет на стабильность развития экономики, понимаете? Поэтому вся работа правительства, она является неэффективной, в принципе, по большому счету. Вы знаете, сколько лет уже практически наш бюджет не выполняется. Понимаете, вот и о какой экономике здесь можно говорить? Здесь инвестиции не поступают, к нам не идут инвесторы, у нас нет нормальных производств. Экономика без производства, какая экономика может быть? Вы знаете, что Российская Федерация нам помогает, огромные суммы нам выделяют по нашим меркам, да, но и то тоже здесь, как бы, вы знаете, куда растаскиваются, это не секрет, это и глава государства, выступая, подтверждал, что более 500 миллионов воруется у нас в республике. Дело в том, что эту помощь тоже надо переориентировать на производство, создание производств, рабочих мест. Нужно открывать банки, кредитования. Кредиты не должны, они как кабала. Человек пришел закредитоваться, хочет, он должен дом или что-то закладывать, и он никогда не выплатит. Астамур, подожди минуточку, я поговорю. И никогда он не сможет нормально выплатить. Сегодня налоговое обременение для среднего и малого бизнеса, уже местной олигархии, мы это просто условно говорим, но у нас нет практически местной олигархии такой, которая это наблюдаем в других странах. Поэтому мы все эти вещи должны в комплексе решаться для экономики. Мы в обязательном порядке, все эти годы, которые с 2014 года нам обещали, что производство будут, рабочие места будут. Вы назовите, какое рабочее место новое открылось, какое производство нормальное здесь открылось. Я не говорю о больших корпорациях каких-то. Нам нужны необходимые среднего звена, перерабатывающие производство. Туда людей надо втягивать, туда и молодежь придет работать. Без внутренней своей экономики, без определенного внимания пристального государства и все усилия государства пока туда не направит, подъема никакого не будет у нас. На спекуляции экономику не построишь. В основном мы занимаемся купи-продать. Мы 80% завозим товаров потребления вообще. Любую группу товаров возьмите, туда входит. Мы кукурузу завозим, мы сено уже завозим. Знаете вы об этом? А что мы получаем? Наши овощи и фрукты с Грузии идут, наши с России идут. А что мы вообще внутри производим? Где у нас, вот, допустим, сельчане, да, куда они берут свою продукцию, некуда им продавать, у них нету госзаказов. Ведь можно же вот в селах 5-6 сел взять и посередине где-то выбрать территорию, поставить небольшое производство, чтобы сельчане, все их производства, что они выращивают, было подвязано там для дальнейшей ее переработки и реализации государством дальше. Вы видели, сколько вот стоят, помните, эти павильоны строились, за год эти ангары большие стоят еще до 2014 года. Они сегодня не функционируют. По приемке сельхозпродукции цитрусовых. Они сегодня не функционируют. Они вот этим, тем самым они губятся.
Кому дело до этого? Я не понимаю, куда смотрит наше руководство. То у них надо было спросить, как раз мы и хотели сегодня об этом поговорить. Сюда драться никто не пришел, сюда поговорить пришли. Абсолютно верно. Спасибо большое, Алмаз Северянович. Адресую вопрос вам. И все-таки вот на правах ведущего попросил бы вас говорить о том, как все-таки сделать так, чтобы было лучше. Если позволите, я должен сказать, что я экономист, и в этой связи должен сказать, что экономика – это наука. В связи с тем, что это наука, там есть внутри процесса исключительно системные вещи, то и последовательность самих действий. И иначе об этом говорить не приходится. Но надо сказать, что для того, чтобы очень много кто периодически выставляет экономические свои программы, и я как экономист должен сказать, что я отношусь со скепсисом известным. Почему объясню? Потому что в нашей стране очень плохая ситуация с первичным учетом и статистикой. И пока мы это не сведем, систему первичного учета и статистики к точным цифрам, пока у нас не будет полной инвентаризации, переписи населения, инвентаризации жилого фонда, промышленного фонда, всего, что в принципе есть, мы в принципе к каким-то экономическим расчетам приступить не можем в принципе. Соответственно, на первом этапе у нас внутри программы и те предложения, которые у нас имеются, они заключаются в том, что нам сейчас нужно усилить правопорядок и фискальные службы в отношении более жесткого администрирования тех доходов, которые у нас имеются, потому что я абсолютно точно убежден, у нас глубокий дефицит бюджета. Если вы заметили, мы все разговариваем о переориентации или ориентации российской финансовой помощи. Никаких как будто бы планов нет, значит, содержать себя самих. Что будет, если завтра наш главный стратегический союзник скажет: все, братцы, я больше не могу? Что в этом случае? У нас дефицит бюджета там 5-6 миллиардов. И первая задача – это восполнить сам дефицит. Я глубоко убежден, что дефицит бюджета можно, это не крупные суммы, мы не разбогатеем, но тем не менее выйдем вот из минуса в нулевой баланс. В этом отношении это жесткое администрирование, значит, налогами и доходами и более жесткое администрирование внутри процесса, прямо с первого дня. Надо систематизировать учет и статистику. Сегодня появится новое Министерство по информационным технологиям и развитию, внутри которого будет развиваться база, структурная база самой. Это такие единые информационные системы, внутри которых это и сводные базы данных по всем направлениям. Это статистические данные, чем они свежее, тем они точнее. Соответственно, расчеты тоже будут в несколько раз точнее. И пока мы не проведем эту часть работ, мы к экономическому планированию даже не подойдем. Когда закончится эта работа, нужно, перед тем, как написать программу, нужно написать техническое задание к этой программе. Понимаете, что конкретно вам нужно, если позволишь, я сейчас завершу мысль, что конкретно вам нужно додачить. То есть, основываясь на основных целях и задачах, существующих в вашем государстве, а там внутри основных целей и задач вашего государства может быть какие-то процессы экономические, которые они вам в угоду не идут. Например, у вас природа там, я не знаю, уникальная, а вы там нефть добываете. Значит, даже сколь бы не было там экономической составляющей, вы должны от этого процесса отказываться. И при уже написанной экономической программе, которая основывается на точных цифрах и статистических вводных данных, вот тогда уже можно считать какую-то прогнозированную программу. Почему так? Потому что в ходе ваших изучений может оказаться, пока вы освоите первичную статистику, может оказаться, что у вас на территории есть какой-то редкоземельный металл, маржа от которого значительно больше, чем, предположим, от курорта. Тогда основное количество ваших средств вы должны вложить, это процесс экономический, внутри которого вы не можете нарушать экономические процессы. Сейчас на этом этапе я попытаюсь успеть, на этом этапе сведение первичного учета и статистики, параллельный процесс идет Министерство информационных технологий и развития разрабатывать базу от этой единой информационной системы, которая наполняется в течение 2-2,5 лет информацией. И на третьем этапе это экономическое прогнозирование, планирование, это техническое задание. А саму программу на основании первичных данных и на основе технического задания может составить любая группа специалистов. Вот так. Спасибо большое и спасибо за понимание, что есть время. Извините, Артур Миродович, пожалуйста. Это важно. Мы не просто отговориться пришли, мы сейчас ведь здесь не просто так разговариваем. Я вас очень прошу уважать правила, которые у нас есть. Артур Миродович, у нас 4... Здесь важный вопрос, подождите.
Здесь важный вопрос. Степан вас Валерьевич, очень прошу. почему вы оппонируете с ведущими? Тут собрались Не, ну кандидаты подождите, в господи, президенты. слушайте меня. Вы оппонируете с нами. У нас есть правила. Вы Я вас можете очень вопрос прошу. можно задать? Остальные Вас- тоже ответят. мы же, давайте вот быстро друг друга постараемся понять. Так, Мы давайте, сказали о Леонид, том, что давайте. есть 4 минуты. Ну вот Я Алмаз уложился. Северянович Уложился. попросил вас Давайте дальше дождаться. работаем. Потом Дальше мы работаем. Произнести одно предложение. Вы меня не слышите? Вы хотите задать вопрос, потом получить ответ. Оно плюсом идет стране, а не моему пиар-образу. Я не зациклен на этом. Мы Вопрос- примем 20-ю статью. Да причем я не такой узколобый, как меня пытаются Нет, представить. со Стамолей так не говорил. Алмаз, вот смотрите, давайте так сделаем. Вот во многих странах малый бизнес, то есть человек, выручка которого очень маленькая, да, его просто вообще от налогообложения убирают, да? Вот порог какой-то есть маленький, да? Киоск имеет женщина, да? Давайте вообще уберем ее, а вот эти недостатки в бюджете компенсируем сокращением госслужбы, сокращением представительских расходов и таможни на реке Ингур. был вопрос? Согласны? Нет. Почему? Хочу вам сказать, что все ваши предложения, они отрывочны друг от друга. И комплекс предложений должен осуществлять как комплекс, внутри которого горизонт планирования это 20-25 лет, внутри которого есть среднесрочное экономическое планирование, краткосрочное, среднесрочное и долгосрочное. И о чем вы это? Любые предложения, которые существуют, они должны стройная логическая цепочка. Я Спасибо большое. Не о экономике говорим, Я вас- а какой-то давайте. фантастике. Спасибо, Давайте мы по существу фантастика, поговорим. это реальная Если экономика, мы пришли производственная. сюда поговорить Ребята, по это существу, политические давайте дебаты. поговорить Давайте к по ним существу. вернемся. Всё. Спасибо большое всем кандидатам, которые помогают нам делать нашу работу. Артур Миродович, я бы хотел, я буду вынужден просить. Почитай мою биографию. я вас Я проработал именно на производстве. Извините, я перед вами извиняюсь за то, что мы все никак не можем Давайте прийти. создадим равные условия всем. А? Спасибо большое. Артур Миродович, давайте с вами поговорим о развитии экономики Республики Абхазия. Спасибо. Вы извиняетесь, но вам не за что извиняться. Спасибо Это мы за оппонируем друг понимание. другу, сейчас задаем какие-то вопросы, но на самом деле, если ставится конкретный вопрос, он должен быть озвучен и не растягивать, не занимать эфирное время. Стамур, я не в упрек это говорю. Я вас прошу, давайте будем корректными. Конечно. И каждый из нас, вот мы друг друга все знаем, вот здесь стоящие, и на самом деле я питаю ко всем вам уже уважение, огромное уважение. Касаемо вопроса экономики, в программе, которая была расписана мной и моими единомышленниками, занимает очень важное место. На сегодняшний день, если говорить об экономике Абхазии, 2/3 экономики Абхазии является теневой. Более того, 2/3 населения Абхазии, трудоспособного, на сегодняшний день являются безработными. Но как мы сможем строить свою экономику и поднять ее на ноги, а вот здесь уже было сказано, практически у нас на сегодняшний день, я не могу сказать, конечно, что ее не существует, но она в очень серьезной кризисной ситуации. Но для того, чтобы поднять экономику, мы должны изыскать где-то средства. Где их взять? Я неоднократно на встречах с обществом поднимал вопрос. Обязательно необходимо вернуть все награбленное и расхищенное государственное имущество и вернуть все те деньги, которые позволили себе коррупционеры, чиновники, весь аппарат положить в свои карманы. Это народное добро, это государственная казна, и все эти деньги должны быть возвращены в государственную казну. В первую очередь. Эти деньги нам потом в дальнейшем, возвратный капитал, скажем так, назовем его условно, позволят нам навести общественный порядок в стране, без которого поднять экономику, опять же, с учетом тех комплексных мероприятий, которые необходимо принять, мы сделать не сможем. Осуществить, притворить эту программу в жизнь. На сегодняшний день мы знаем прекрасно, весь народ знает, у нас практически нету мелкого и среднего бизнеса. А основа экономики, это не мои слова, не моя личная позиция, это расписано в учебниках, говорится специалистами, экономистами. Основой основ нашей экономики может быть только мелкий и средний бизнес.
Но опять же, для того, чтобы зародить мелкий и средний бизнес, со стороны государства должна быть разработана программа, которая позволит нашей, в первую очередь, молодежи создать ИП, ООО и так далее. Существуют разные формы. И сделать так, чтобы на территории Абхазии появились все предпосылки для создания базы, на которой будет строиться наша экономика. Опять же, подчеркиваю, основой основ является мелкий и средний бизнес. Но давайте уделим внимание и нашему селу. Аграрный сектор. Вот здесь мой коллега уже озвучил. Необходимо производящее хозяйство. Необходимы те отрасли, которые будут производить, в первую очередь, необходимые продукты для нашего общества. Необходима перерабатывающая промышленность. Это является гарантом, продуктовая, я имею в виду независимость, является гарантом государственной безопасности. На сегодняшний день, к сожалению, ее у нас нет. Большое спасибо, Артур У Миродович. нас нет импортозамещения, и о ней, к сожалению, никто не думает. Конечно. Согласен с вами. Шамиль Умарович, расскажите о своем видении, пожалуйста. Я вот вначале не просто так сказал, что некоторые предлагают один путь, некоторые другой путь. Вы приверженцы какого пути? И я, уважаемый кандидат, напоминаю, что вот вы можете задавать встречные вопросы и вот тем самым Друзья глубже это раскрыть помнят, тему. без всякого сомнения. Вот. Я не раз в этой студии уже говорил, Саид, и в том числе и вместе с вами мы обсуждали вот наша это предвыборная программа, тезисная и так далее. Абхазский прорыв она называется. Прорыв, потому что нам нужны прорывы во всех сферах. Мы очень сильно отстаем от Тоже мира. через нефть? Ну, сейчас мы это обсудим. Сейчас все через нефть. Вот. Я бы, во-первых, хотел сказать, дорогие друзья, все шероховатости нашего избирательного права, закона нашего избирательного, мы решили возместить на наших молодых друзьях. Я думаю, давайте этого делать не будем. Мы понимаем, что надо прийти во власть и менять это все, и сделать так, чтобы потом ребятам не было неудобно. Это во-первых. Во-вторых, я бы хотел сказать вот что. Конечно, я отвечу на этот вопрос. Но я хотел бы развеять миф о том, что российские власти поддерживают Рауля Хаджимба. Российские власти поддерживают любое официальное лицо. Это есть их доктрина Она внешнеполитическая. поддерживает Абхазию и народ Абхазии. Естественно, абсолютно верно. И сегодня это Хаджимба, поэтому завтра будет любой из нас. Я думаю, что они будут встречаться и с нами тоже. Вот поэтому это все не более чем миф. Более того, еще есть мифы о том, что Россия не хочет, чтобы мы развивали, чтобы мы там не было у нас тут каких-то вот и так далее. Надо оценивать все по поступкам. Если бы Россия этого не хотела, у нас не было бы столько так, многомиллиардная помощь, которую мы так бездарно, мы ее фактически транжирим, можно сказать, мы ее не используем так, как это надо. Я согласен, что надо пускать эту помощь в первую очередь на создание рабочих мест и реального сектора экономики. Это основа основ вообще любой экономики. Вот, поэтому сегодня Хаджима, завтра будет другое. Я думаю, российское руководство тоже встретится. Вы помните 2014 год, события вот эти бурные наши, да, которые по-разному оцениваем. Вот, буквально за пару-тройку месяцев до этих событий майских руководитель российского государства ни раз, ни два встречались с Александром Золотисовичем Анкваб. В итоге в мае месяце это ему не помогло. В итоге я уверен, что и это тоже такой же, как говорится, типичный случай, поэтому одно с другим связывать не надо. Это абсолютно разные вещи. Есть внешняя политика наших вот, Абхазии и России, есть внутренние наши политические процессы. Это абсолютно разные вещи. Теперь что делать по экономике? Да, это наука, без всякого сомнения. Есть вещи, о которых говорил депутат Алмаз, извините, кандидат Алмаз Джапуа. Это то, что требует времени. Надо сегодня, здесь и сейчас работать, завтра платить зарплаты, пенсии и так далее. Вот. И я думаю, что ко всему тому, что было сказано, конечно же, нужен кадастр, обязательно, нужна инвентаризация, мы должны знать, что у нас есть. Первичный учет надо поставить на должный уровень, без статистики ничего не бывает, но это есть средние долгосрочные программы, она сегодня, здесь и сейчас. Мы будем заморозим, остановим ввозной НДС, абсолютно. Мы не боимся за это, говорят, где вы найдете деньги. Жесткое администрирование налогов не надо путать с удушением бизнеса, это разные вещи. Надо дать послабление бизнесу, надо дать им вздохнуть. НДС загнал бизнес в тень. Надо дать ребятам, которые работают, трудятся, и, конечно, это бремя надо приостановить, а за счет чего? НДС стимулировало развитие контрабанды.
увеличилась в разы контрабанда. Вот это надо закрыть границы наши, привести это в чувство, и администрирование, и обязательно методы государственного принуждения, контрольной функции государства во всех вот этих экономических сферах и так далее. Более того, тут затронули вопрос, если семья создает семейное предприятие внутри своей территории, своей квартиры, своего хозяйства, полностью освобождать их от налога, это мировая практика. Я Вот, то есть думал, очень вы много... про семью, которая там в рамках таможенных этих создали Ну, там сейчас собственный ну, я бизнес. же говорю совсем о других вещах, вы же понимаете, что я имею в виду. Вот поэтому, говорится, все вот эти моменты, а нефть, ну, нефть это тема другая, надеюсь, мы ее сегодня коснемся, я категорически против добычи этой нефти в тех условиях, в которых здесь есть. У нас есть много других резервов, о которых мы вам, придя во власть, покажем и наглядно продемонстрируем, как все это надо делать. У вас еще целых 10 секунд, Шамиль Умарович. Ну, давайте перейдем уже. Спасибо Всё, большое. Спасибо большое. Пожалуйста, Леонид Ну, Юрьевич. уважаемые коллеги, на самом деле о экономике говорит сегодня очень... нету у нас никакой экономики, нету ни мелкого, ни среднего бизнеса. В первую очередь в таком бардаке, в котором мы живем, в хаосе, какую область не возьми, так, о развитии экономики и о дальнейшем нашем поднятии жизненного уровня нашего народа не стоит говорить. В первую очередь мы должны навести порядок, создать элементарные условия для развития крестьянского фермерского хозяйства. Знаете, народ у нас трудолюбивый. Надо просто сделать, чтобы им никто не мешал. Все, что они производят, все, что они создают у себя при усадебном хозяйстве, чтобы они напрямую, чтобы ему их по дороге, пути следования, в районах, городах, чтобы они могли просто свою продукцию реализовывать. Этим они оденут, обуют, сами просто на ноги тихо, спокойно будут подниматься. И вот это насчет мандарин, насчет тех мандарин, орех, мед, понимаете, государство, мы курортная страна. В первую очередь мы должны развивать курорт. Министерство по курортам и туризму, она должна быть расширена, и функции должны быть направлены на развитие нашего курорта. И второе министерство, это Министерство сельскохозяйства. Мы аграрная страна, поэтому мы, поднимая уровень жизни, создавая все условия, выкупая сельхозпродукцию, мы создадим условия для того, чтобы люди у нас зажили. Ну, порядок в первую очередь, но в курортной сфере. Посмотрите, мы курортная страна. Ну, о нефти, о недрах, вы знаете, высказывания Василия Григорьевича, наши заявления, я не хочу на этом останавливаться. Если мы хотим угробить нашу природу, нашу страну, мы в парковой зоне живем. У нас есть, здесь говорили мои коллеги о теневой экономике, будет дисциплина, будет закон, будем видеть, слышать друг друга, и к нам приедут туристы, 1,5–2 миллиона сама, и мы бюджет намного поднимем. Вот, знаете, у нас местный бюджет сегодня 5 миллиардов, 5,200, да? Не 5,200 будет, а 25 будет, 30 будет, потому что у нас есть где взять. Есть десятки тысяч, да, предприятий, организаций, то, что они зарабатывают, в курортной сфере я имею в виду, они мелкие, крупные, я не разделяю за неимением времени, есть о многом что сказать, они просто идут в карман, богатеют единицы. Это все должно... У нас никакой исполнительской дисциплины нету. Посмотрите, какая собираемость. О какой экономике говорим? Элементарно уровень жизни надо поднять в деревне, в селе. То, что имея, собирая, у нас до 30 миллиардов бюджет будет. А с помощью мы поднимем пенсии, мы поднимем героям, ветеранам заслуженные пенсии и так далее, и так далее. Очень много вопросов. У нас есть еще решать. И потом тихо-тихо поднимая, и мы мелкий, средний бизнес, законы меняя. Все законы сегодня мешают, практически в большинстве. Не от хорошей жизни в России отменили. Путин объявил в 2021 году законы отменить, потому что мелкий, средний бизнес в ближайшие 10 лет мы слышали. Сколько денег вбухали, бесполезно, чиновники душат, а тем более у нас. Посмотрите, в таком хаосе, бардаке, о какой бизнесе, о экономике мы говорим, где наши инвесторы? Порядок должен быть, дисциплина должна быть, и собираемость будет, и люди будут приезжать, и инвесторы будут. И тогда мы задышим, и у нас все тихо, спокойно пойдет в гору. А порядок кто может навести? Народ наш знает.
Нам надо с этого начинать, объединяя людей, слыша, видя, мы должны идти вперед. И бизнес будет, и экономика будет, и достаток будет у каждого в доме. Спасибо Вот большое. здесь я чуть-чуть дополню, да, вы говорили, что вот здесь ребята затрагивали об аграрном секторе. В Министерстве сельского хозяйства бюджет был 60 миллионов, сейчас почти порядка 40. Вы себе можете представить на 40 миллионов, что можно сделать в Министерстве сельского хозяйства? Это что? Алхас Алексеевич, Ну, вот это- вы взяли это слово, и вообще- Астамур Валерьевич на меня посмотрел. Он Я не прям в обижается. глазах прочитал, а Он на мне меня не не дали обижается. сказать. Если Сатамур Валерьевич не посмотрит, вы не будете. Нет, вот я же и говорю, что Он на меня Алхас не обижается. Алексеевич, Я давайте не Алхаса будем Алексеевича ставить очень нас в уважаю. неловкое положение, а мы Да. уважаем всех. Здесь не проблема не в Алхасе Алексеевиче. Продолжаем. Можно продолжить? Табу пакыр епсо кандидатшай, табу коллега Саид, дачазныги хтирхопштер гуаласыр шерстахуп, ишяшу ицу эфиража хшуго, саатки на рейханы, оштрия минут корзишим епсо, обснахинткар хадарахе кандидатшар дебатква, яраубас кыр епсо кандидатша хтирхопштагир гуаласыр шуд дачазнык, ехепях дебатква шум епсо үбіз шакрыла, апсо біз шей, аурыз біз шейрыла. Убас накуха, Саиди Сутузар Алшара, наиспес зараз тиойт сара, яра хымпа да уштейший лышказиев, и шестиой гипсышала акхот. Ошпе минутку крапха, хала чавита экономика зара, хурада экономика социал тагыла заши, узакум тхава заруб. Ярабс хунткаррадж, яраджги, ари тема дарза кыршаца нако, аджгизы мадзадза. Хтула социал тагыла заши, ялам чавио хепи амтаз аши мацара якухаб. Танчахква, валафахо, медицина, царадырра, вакум закой куб хедзалар калота барта хархартаква, яра апсахраква стахуха. Хатала шара, кыри псох кандидат, шофей пулара курчги язгуаштуй, табарт шурза откылуй табарта хархартаква, апсахраква шрыла галату, зныкымко, юнтымко, шхахет хараха студияжги, дача знык елыскар стахуп шара шгуана гараква, тула хадара языхью а кандидатша шарт харада ишдыруазар акухаб ария проблема ква рыцбараджа меквас ялхту яра ишапуепш Астамыр Валерий Паш решила халагар стахуп создара так Психола Сара Нефтитаха, Фяйхвазар, Русфила так асот, Ертавилар Корги, Хайлар Капхану. Вы знаете, когда человек разговаривает, должен быть результат. Мы хотим, мы считаем, что никакой проблемы снять налоги на мелкий бизнес и компенсировать это сокращением представительских расходов госаппарата, сокращением госслужбы нет. Нам надо вот спасти рядового Райна. Вот сейчас, да? Вот спасти рядового ИПшника. Его сейчас надо спасти. Почему это важно, я скажу. Это не только вопрос экономики, это вопрос национальной безопасности. Частный бизнес, индивидуальный предприниматель – это независимость человека. Когда человек зависим от того, кто станет президентом, и он от него зависим в материальном смысле этого слова, этот человек не может быть свободным. Понимаете? Это вопрос национальной безопасности. Поэтому вопрос поддержки индивидуальных предпринимателей, мелкого бизнеса, это вопрос краеугольный, фундаментальный. Это вопрос криминала. Понимаете? Я не сомневаюсь, Леонид Юрьевич хороший офицер, он умеет наводить порядок. Я знаю. Но полагаться только на одни волевые качества наших офицеров трудно. Беспорядка не бывает. Да, я Ничего. понимаю, Леонид Юрьевич, но мы хотим вам помочь и с экономической точки зрения. То есть безработный человек, которому нечем кормить своих детей, вопрос времени. Вы не когда забыли, он- что я в 8 лет формировал бюджет, кроме офицерства? Так вот мы сейчас, знаете, что говорим? Нам говорят, вот я вот часто слушаю исполнительную власть, они нам говорят, у нас сократились дотации из России, сократилось поступление Недоверие денег, большое. а мы увеличили за счет своих средств. Скажите мне, пожалуйста, вот меня не так легко провести. Я экономист по образованию, ревизор, ИПшник, который работает каждый день с цифрами. За счет чего вы увеличили
свой бюджет за счет того, что вы больше собрали, правильно? Собрали больше денег с населения. У вас открылись новые производства? Нет. У вас фирмы банкротятся, спрос падает. Но вы больше собрали. О чем это говорит? Вы просто, вот он зарабатывал 100 рублей, а вы у него взяли гораздо больше. Этим не гордиться надо. Лучше бы потратить свои качества хороших переговорщиков нашим госслужащим, которые выезжают в Россию, на том, чтобы как-то получить оттуда больше и меньше со своего производителя, который и так влачит жалкое существование. Понимаете? Люди доведены до... Нам говорят часто, есть опыт, это не только сейчас, это четверть века, опыт государственного строительства. Опыт государственного строительства есть у меня, Творческий рынок построил. Вот это строительство в буквальном смысле этого слова. А когда я слышу от чиновников, что у них есть опыт государственного строительства, у наших чиновников за четверть века опыт государственного растаскивания, перевода из государственной формы собственности в частную, оформление земель на себя, на своих приближенных. Вот этот опыт у них есть. А никаких новых здравниц, никаких новых заводов и фабрик никто не построил. У меня еще есть немного времени, 10 секунд буквально, да. 30. Вот такие точечные вещи, понимаете, вот когда мы расходимся, результат должен быть. Поэтому я вот пытаюсь выбрать именно узкий створ. Нам надо мелкий бизнес освободить от налогов. Спасибо большое. Идудзана Стамыр Валерий па есте заздара так акумко шарихайш иштахыз. Безопасность. Это прежде тема всего. шала чажит аха ус епши қолшара шуму буй шараш эфир ам топ убряғнып сарас шчапаланы шсмыр чажыр псхис затом шедзет. Алхас Алексей па чазнык хихзыз бохсхаза тема хазыхын хурстахуп ялшозар хтула социал тагыла заша Пейпш шпажбу шара хатала, его тагыла заша, абсахразы ярбен шаджако, игацату нас чедала я гозера панчахо, улафахка, ухяу бас. Харазиги ахвала шел бихарада, бабра сара зену бабра аздараку сара ярахата язгни азге тарана сужус яхузи тахвин бихум гижма мара яамдаха وبرغم بجريش والله شو ديونزكي جيب شوب سرزه يقصد سوسيال بري الله حركة زي أي حركة زورترية زرا زي أي حركة يروحوا برجع حرا يوخ نزك مع تا بنسي حشود ويجي بنزك مع تا نا حشود يأخذوا يا والله فخوا حشود حوا أريزي جزي كمتن وي حريش متزوس عن جحون خا جوجي خارت زومز دخا وجي حيا خاطريا لقيت ويجي بزيو بيرا وي داسي يلا يمباقو يز خاطزوم يعني بلاكي خيطوت ويجي ما ويجي تفكيزاموس ينعلو اخا وسيجي ازرغري اسام تحرا تخزام ري داري تفكيوسو با ايكونوميكا بيدجيت خطا حركه عملار يرا خطا يشتحم خر حاحز لاتفاجو باشو بري اماغازين ان ما بانك ان يمخنا بارا واي وزرتزوم ري حراحجي اوصلاكيويت حراحجو بانك خوش مليون بيدجيت عن بيالخنا بانكوفسكая система حزرحو وس ورتزحي ارصوت وس الله شامزم ناس حرا ايكونوميكال ايكونوميكا وس يكور غلن خيواغن حخساجو داكم زرالوز الله شامزم يقصату бубриза وس бризи гизиги аурус имхоит звенья одной цепи. Это все нужно сделать последовательно, организовать. Мы же говорим о экономике, как наполнить бюджет, куда надо бить ориентиры, да? Ну, надо налоговую политику изменять, это соответственно производство, при пополнении бюджета и, конечно же, будет рост выплат, рост сумм этих, которые у нас, вы видите, да, куда ни придешь, везде спрашивают, абри хошма атрыдова, абри амладе, ари абсна анекдот соси, але. Гана хала хунткарра хлоп широп, а программа куазероп. Вы сегодня видите, у нас сколько детишек больных, да? Вот по уходу по 600 рублей выплата, только в Сухуми, в других районах не выплачивается. Их 2500, более 2500 детишек.
ДЦПшников сколько, у ни одного государства коляской не снабжает. Если у нас не были бы меценаты, да, ребята такие, которые отзывчивые на различные эти социальные вопросы, или наши компании, которые есть коммерческие, благодаря них вот эта социальная нагрузка государственная выдерживается. А если бы они это не помогали бы сегодня нашему государственной в социальной сфере, не делали бы такие серьезные пожертвования, да, я даже не представляю, какова была бы судьба вот этих детишек, о ком я говорю, и о всех остальных, о наших пенсионерах, о малоимущих семьях. Вот где у нас кто может сегодня сказать, что они все живут хоть более не менее в среднем достатке? Нет, они выживают сегодня в нашей среде. Мы просто мало о них говорим и мало вспоминаем. Мы когда выборы ходим за ними, и чтобы они за нас проголосовали. Не так должно быть. Государство должно быть еще и социально ориентированным. И пристальное внимание надо уделять. И надо находить все возможности экономические, чтобы такую категорию граждан, своих же, чтобы хотя бы маломальски обеспечивали всем необходимым. Люди медикаменты покупать не могут. Наши пожилые люди. Нужно в этом плане, конечно же, все связано с экономикой, все связано с бюджетом. Оттуда надо, как говорится, и плясать. Поэтому это так не скажешь, что надо сделать одним предложением. И в течение 4 минут, опять-таки. Здесь комплекс программ, которые должно государство осуществить. Абсолютно верно. Табуб Дарадза, Алмаз Северяный Пам, Абрихизыз Бухама, затем Агана Хялашкуана Гарилахка Архтахуб, Лассыласы Рхалойт, Знызна Лавшак, Хшус и Гуха. Фераш Гонала Ярбану, Ярабриахуша, Цбретаглазаша, Арчейраза, Апсахраза, Иратаглазаша, Айхитураза, Шарахаталаша, программа Ярбо, Ярбан Знейшаку. Ладно. Гранд чайос юстус хомпада сырк шахату избан зара чудос яго экономик хомпиам гозер хазы жирейпцен яхшто бре пенчерту мамзер гаула фохурту жира иде чажер залгац ахис партистахо шуку шукарто шамчрах хеннева вот шимтан ченева голки шнирует сейчас пар абрайла глозик фаши мамзерги вот шимтан и шнирует вот аштах жохнузик شو فوق على حشحر أبريك شحجة إزبنزر يخدقوا ذا شيء حمقن يحد كرر تأثير يوزو تأثير نتقى يحب أخوجرة سزما تأثير خقر الزحن أمز ربجارة يجي يحب ينجي بنزك مع تفرر تخزر خدا تأثير خدا بنزك مع درد موزر أجرت يقول تفير توزر وبريحة يوزو كاتل أو فقويات ترتزحن يخن بياوجو كاتزرو أزحن وجاء حستقول لامي سراب خجي سعيد خذ النقوة خاحز نقوة أنت هاي بجناها وبس يبش وجيق وخدارجي ويبخي خدارجي وبراند تقول ذاش يتسارجت خاحز نقوة أنت هاي بجناها وتر بنشيت فرت شو خوش معتي أو شو خد خوش معت الله وخن نقوة قرط نقوة وقمو يخح وما تفرق خاح تبقى شو زرا أخا خمبدا يرى خجزاك экономика златсуташа خجزاك паракок أخين بياوا алчуко тип кокра قزرها ربجي حرك خمبدا يخوت يتشنيت صلادو يحب الشجر يخوش تو قزرجي أبخين الجوان يزبط وزارو خجزاك شلانم جي أبجا خش خي تاريخ экономика يشتيت هاجي يزبنزر خوش معت حنو أخنق قرتاز هاي بجت أجل رخاص يرخوش معت لز خنقوز جزجي دقام أول فقوا دسو وسخيح حول فقوا شو خبش دسو خوتشيز ذات خرار بيقام ممزارج تاعتويت خراب ممزارج زيت خراب ممزار جوق جاف نزك حز خنقوز جنيف دروادو قلاش زمان زارو هاي بجت Министр. депутат شو ورز زارو بسوق يشن خو. زيجي هاي بجت خم بدي يتخرا كقامزر ونقص قش كقامزر وتعصر ومجان واش تروق ومجان في بجد ذكر الله سخنقص جت أبو يدسبت خرادك وسخنقص جز شاس حد أرجع في جي Это 20 аппаратик. Из худсхала.
Абра Алхас Алексей Пеши Хазиз, Астамар Валерий Пеши Хазиз, экономика это холод царапку. Вахен я был мхода даже оказаться в спортисте такой и хлоп на эпхе яхбуд царап из банзер юмат кехикумат кazouj латуп я вот юмат тачо юмат kana газер абжуах кazouj латуп из банзер и тасфа хойт خوش مات خونه قزقز قلادزون هاي بجوب جوق نزك فارتسويوس زوا ممزارجي دوستالا كي نكر نوس زوا خونه قزقز قلادزون خم بدا هاي بجوب اجرا عنا ايكونوميكا تعرف فرقنا يخن بيا حاجه هاي لاتشينا جراك خي احصو واخن بيا غلطو هكذا تجيس تبعج تخويا يتاش غلط رشوت يا ريخ خذ نقو حقو بديت حظ لاتشيو اختا حخذ لنقو حقات كسكريتو أجرت حبولات في حارته لطفي يقولون حبولات في بابي حالشو من حارقة وين أخذ يحب سقوع تروح حسقط خيمة تو دتشا جوخ секунду. يوجنا خلا يتسمع خوتي أبري آخر كرام زمان صار آخر كونيل قالك زوست زالك يبري لاقول кандидат في دار سر потом спустил кандидат что погирт я استمر بريس في دار потом что يخدق مخا ويجيان خنيقو يخدار خاطر بشخو кандидат что حبس وجدتي حنتكار كريل شرندقز يخش سرينتقا يحبرت بدقات Алмаз Северян ипа табуб дар за шамтеге хыркшоп Артур Мирод ипа харада традиция лаушта хюка кандидатша стак гарза за зара такса запшуп шарашкон пиш хат гуана гараш хат бзнейшаква абриахар харта. На меня не обидится, я ему потом секунды свои передам. У нас большая проблема по выплате пенсий будет еще у нас впереди, которые у нас же сейчас же объявила Российская Федерация, те, которые возрастные года объявлены, которые не будут попадать по выплате. 62-63. Вот, а вот кто-нибудь сегодня об этом думает? А куда, что будут получать эти люди через несколько лет? Табуб Вот главная задача еще плюс. Есть категория пенсионеров, которые не имеют российского гражданства, и они вынуждены жить исключительно только имея вот эту пенсию 500 рублей. А еще плюс дальше надо думать. Это сегодня уже надо думать об этом. Сегодня составлять какие-то планы по этому вопросу. Сегодня надо решать эти проблемы. табуб Артур Мирод ипа ишуму палшара стара така газараза. Тагу плана, тагу абрас хбохоп шо, хучика мне реплика цас йогостаз хучик бугел сырхас шо. Ялсырги qalot. А там зара штасту, то бриса хбохоп шо дар за скуснархо, а там зара штасту бабхя. Аха сейс шпица жуелацан шиш харо хагёдз. شيء خير وجوز. شام تتصوت الشارع شو بسارة تاكا قترس. أتم زارا اشتترا وي. يسد سكولا. ياتشتا. تبو. أبرا الزارا يسشتز سويسترا تاك بيقرصز يصحيت نس أجلر جزجيرة خطحة درجي تسحوت أبسو جلرس شو خشو. تشكاله حيلشم كان حبريز زارك ويحرتو حرت دم بسشالك يحارب روس بسشالك يحارب أبسنيكون خميلاتكو يحور حرب أبسوا حدق أجرتميلاتكو جيلركارو проблема كوسي حمو ويادق حرت زبيشس يحبو أميو حزكولو وبري لركارت بي أحسابي رحرت بي أحساب شوحو. Уважаемый народ Абхазии, я услышал вопрос, постановка вопроса, значит, от наших ведущих, затрагивает непосредственно, значит, нашу социальную сферу, социальную программу, насколько она на сегодняшний день выполняется. И я вообще ставлю под вопрос, существует ли у нас в Абхазии такая государственная программа. И хочу дать короткий ответ на поставленный вопрос. На сегодняшний день на территории Абхазии, я уже озвучивал цифру приблизительную, сколько из трудоспособного населения, какой процент на сегодняшний день не имеет работы. Когда мы говорим о заработной плате, когда мы говорим о пенсиях, с чего государству выплачивать эти заработные платы и пенсии? Как можно реализовать ту программу экономическую, которая позволила бы нашему бюджету осуществить, претворить в жизнь
ту социальную программу, которую мы разработали, которая должна быть обязательно в ближайшие годы осуществлена. Почему мы на сегодняшний день... Я вам приведу один маленький пример. Когда-то я работал в Следственном управлении МВД, и начальник Следственного управления МВД дал мне дело по хищению из пенсионного фонда. Это был 2001-2002 год. Я более 2 месяцев занимался расследованием как следователь и собрал огромное количество материалов по хищению именно из пенсии. Мертвые души, уехавшие, практически не существуют, не жившие на территории Абхазии, почему-то получали пенсии. Эти материалы были переданы в прокуратуру. Потом, через какое-то время, я узнал, что никаких мер практически, то есть никто из тех, которые расхищал эти средства, не привлечен к уголовной ответственности. И на сегодняшний день существует такая проблема. Все расхищается. Если мы не сможем объявить войну коррупции и остановить взяточничество, мы не сможем поставить на ноги нашу экономику. И это, естественно, следствием этого будет то, что мы не сможем претворить в жизнь социальную программу. На сегодняшний день мы прекрасно видим, какое социальное расслоение в Абхазии. Касаемо малоимущих, касаемо инвалидов войны, касаемо детей погибших, касаемо людей преклонного возраста. Как разрешать эти проблемы? Где взять, изыскать эти средства? Можно изыскать, я вас уверяю. Можно изыскать. Если нам будут заданы вопросы, касаемые того, с чего можно изыскать эти средства, мы как раз думаю, рассчитывали ответим. на то, что ваши коллеги на период предвыборной кампании эти вопросы бы и задавали. Мы, к сожалению, не можем. Я вас прекрасно Табуб дараӡа Шамиль Омар-иԥа хыхь зыӡбахә зҳәаз азҵаара аамышьҭахьгьы хәыҷӡак инацҵаны уажәаԥхьа Алхас Алықьса-иԥа, Алмас Севериан-иԥа иазгәарҭаз атема хәыҷыкгьы нацысҵар сҭахуп. Абар зқьи шәых-нижәи ҩбах нижәых-ԥа шықәсқәа рзы ииҵ-ҳҭәылауаа Урыстәылатәи атәанчахәы роуӡом, хыхь ишазгәаҭаз еиԥш. Қәрала иҷыдоу акатегориа иахьаҵанамкыз уҳәа иеиуеиԥшым амзазқәа ирыхҟьаны. Убри ашәахтәқәа ршәалароуп. Ӡбашьас иамоузеи ари аҭагылазаашьа иаагап иара атәанчахәы хәышәмааҭ ныҟәо аамҭазы. Насгьы асоциалтә ҭагылазаашьа иааидкыланы шәалацәажәар сҭахуп, иара шәара абри иҟоу аҭагылазаашьа ҳәа зыӡбахә шәымоу аӡбашьа шалыршахо. Иҭабуп Лана, жәаҳәарада, ҳара ҳзакәанқәа ишырҳәо Аԥсны аҳәынҭқарра исоциалтә ҳәынҭқарроуп ҳәа иануп. Уи иаанаго иарҳауа аԥара зегьы ажәлар рхы иадырхәарц, ажәлар рауфлахәыла роурц ибзианы, ҭынчаҩцәа ироурц, аинвалидцәа абас еиԥш зегьы ахәыҷқәа, адуқәа зҳәаз еиԥш абас. Аха иахьа уи ҳамоума, иахьа абра иалацәажәоит сҩызцәа, шәҩынҩажәаба мааҭ, хәышә мааҭ, зқьи хәышә мааҭ, абас ари ала уара хара узцаӡом жәаҳәарада. Уаанӡа иҳашәҭаз ари азҵаара, абри аԥхьа иқәгылаз азҵаара ари еидҳәалоуп. Економика аҩаӡара шьҭумхыкәа уи зегьы ҟалашьа амаӡам, иузыҟаҵаӡом. Убри азыҳәан уи еидҳәалоуп, иузеидымхо убас еидҳәалоуп. Аха зегьы раԥхьаӡа абра уаанӡа ҳалацәажәан аекономика азҵаарақәа, абри ҳаекономика ишахәҭоу амч аиоуны, ҳара ҳбиуџьет 5 миллиардк аурысшәа иҳарҭо аԥара даҽа хәбанасҭан акәымкәа, ҩеижәаба, ԥшьынҩажәаба миллиард, 7 миллиардк аҟынӡа абас ҳара мзызқәа ргыланы, абас абри амҩа ҳақәымлар, ԥсыхәа ҳамаӡам, ҳара ҳшьапы ҳзықәылаӡом. Мы должны, в первую очередь, этот вопрос, я, как я уже сказал, очень взаимосвязан с экономикой напрямую. Если объем экономики будет такой, какой у нас сегодня, мы эти вопросы не решим. Пенсия. Мы приближаемся к серьезной проблеме пенсионной. Правильно, эти люди 62-61 года после уже не будут получать. Это, конечно, может случиться в определенном смысле катастрофа, если экономику не развивать. Но тут абсолютно много мы сегодня говорили. Я бы хотел добавить, что нам надо обязательно выстраивать стратегические наши
планы, задачи на 25, на 50, на 100 лет, в первую очередь в области демографии, в области стратегического развития нашей страны, исходя из тех возможностей и ресурсов, что у нас есть. Внутри сегодня, сейчас, что мы должны сразу сделать, приступить вот буквально как вот после выборов, как только кто-то из нас победит, я уверен, что власть будет новая, у меня в этом сомнений нет, как только победит, обязательно надо градацию, мелкий, средний, крупный бизнес, и налоговая сетка должна быть обязательно разная. Тут же остановить НДС, как мы уже говорили. Для сельхозпроизводителей орехи уже убрали, власть додумалась, но я, честно говоря, у меня сомнения, они могут после того, как, если, не дай бог, да, случится то, что мы не хотим, что они могут вернуть эти налоги. У меня уверенности в этом нет. Это была популистская мера с их стороны. Это два мандарины. Сегодня по соглашению с Российской Федерацией сельхозпродукцией мы обмениваемся без пошлины. Однако крестьянин сегодня 12-15 рублей платит. Мы говорили, конечно, эта часть на российской стороне тоже, мы не знаем НДС и какую сумму они назовут цифру, стоимость мандарин. Да, если это будет в тех же параметрах, то не более 6 рублей, это прямо будет в приказном порядке сделано, чтобы крестьянин не больше этого платил, вывозил. Но Так нужны меры. Так и было. Ну, конечно. Вот я выезжал в 2014-2015 году, 6-7 рублей было не больше, бытность моей работы была, мне была поручена эта работа вменена, и мы это сделали. Сегодня пустично на самотек. Это все надо решать и делать. Бюджет обязательно, что нам надо делать для того, чтобы бюджет был социально ориентирован, нужны программное формирование бюджета. Программы нужно, вода в каждом доме, дорога каждому крыльцу, 220 вольт, как мы уже говорили, в каждой розетке зимой и летом, село, город, неважно. Программа сельскохозяйственного развития, программа развития инфраструктуры нашей страны. Это программное формирование, оно самое эффективное. Весь мир так живет, и мы должны быть не исключением. Поэтому, если мы вот эти все вопросы выровняем, конечно же, в области социальной политики мы сможем сделать очень-очень многое. Бытность работы вице-премьером, мой коллега возглавлял Министерство труда и социального развития, предложил план развития вот этой именно пенсионной реформы, но однако он не был принят, и сегодня мы приближаемся к катастрофе. Я уверен, что новая власть, которая придет, возьмет ситуацию под контроль и решит. Это наиважнейшие вопросы. Пока государство платит 150 рублей инвалиду, 500 рублей пенсии, это государство безответственное и бессовестное. Такое государство надо срочно менять. Я уверен, что 25 августа так и будет. Табуб Дарадзе, Леонид Юрий-Па, Швера Шамта Пшминутк, Ишзалху, Хазара Сазара Так, Сахарстаху, еще ему Балшара. Абзирашима Залхайча. Ну, на самом деле, интересное время мы живем. Наша страна, наш народ, особенно крестьяне, в нищенском состоянии, в таком положении жить нельзя. И это продолжаться не может. Вот я более 40 встреч провел в разных регионах Абхазии за это короткое время, это с удовольствием сделал и хотел вообще, общаясь, увидеть многие вещи, которые лежат, которые мы срочным образом должны менять. Представляете, долговые тетради. Я вот заходил в магазин, смотрел в селах крупных, где по 1000 с чем-то людей живут, в наших районах, городах, особенно в восточной части, 800, 900, 600, под миллион. А что покупают? Хлеб, мука, сахар. Такое нищенское состояние, вот это разделение между чиновниками и простыми людьми. А кто такой чиновник, кто такой президент? Мы все родились и выросли на этой земле. Поэтому мы это срочным образом, у нас есть где это взять. Посмотрите, учителя, какие заработные платы, где здравоохранение. У нас все бесплатное, но рубль не заплатишь, не устроишь ребенка в детский сад. Школу не направишь, одеть, обуть, прокормить семью. Сегодня большой процент населения страны, нам всем уже тяжело, слушайте. Я, честно говоря, не хочу в такой стране, в таком бардаке, в таком беспорядке, куда ни коснись. Я лично не хочу такой стране. Сейчас формы покупают детишкам. Да, формы, это показные дела. Сегодня вот здесь мы должны были о многих вещах задать вопрос, почему ему кажется, что он до сих пор в оппозиции находится. Он действующий глава. Я знаю мнение людей, за него не будут голосовать. И предупреждают, честным путем сегодняшний глава государства Хаджиба не выиграет, потому что народ довел за эти последние 5 лет до нищенского состояния. Слушайте, в больницу нельзя обратиться, зайти нельзя. Мои дети тоже в больнице работают, надо поднять заработную плату учителям. Вот эти поборы, сборы родителей, у нас у всех дети, внуки, слушайте, ну что, бесплатное образование, медицина, что человеку нужно?
плохо. Любой из нас может там оказаться. Сегодня, завтра, не дай бог. Я хугазад. Но слушайте, порог не успеешь пройти, в карман смотрит. Слушайте, человеку что надо? УЗИ, врач квалифицированный, чтобы встретил. УЗИ, МРТ, рентген, все. Дайте ему сказать, с чем он болеет. Роддомы, посмотрите, молодежь, где работа, где, что, нельзя наркотики остановить? Слушайте, нам лечить надо тех людей, которые сегодня поголовно более 15 тысяч, особенно в Гагринском районе, от общения по интернету, слушайте, люди просят, остановите наркотики. Мы знаем, кто привозит. Вы посмотрите, что происходит. В неделю по 5, 6, 7 человек в автоварах погибают. Те передозировки. Молодые люди, 20, 25, 27 лет. А видите ли, у сегодняшнего главы государства, у Хаджимба, 95% раскрываемость. Где нету порядка, где нету силовых структур, где нету работы, где не оберегают население в любое время дня и ночи. Вот я в новом районе, мы все бываем. Слушайте, мы как будто в Техасе живем. Люди ко всему привыкли. Ночью, слушайте, посмотрите следы этих покрышек. А для чего институты, для чего милиция? Кто оберегает нашу страну, наш народ? Слушайте, да, у нас есть где взять. У нас бюджет достаточно, где взять. Дисциплины нет исполнительской. Если глава государства подает такой пример, duty-free, нефтебазы, а граница почему не открывается? Мы говорим о мандаринах, мы все это будем выкупать. Человек сам себя прокормит, не мешай ему. Граница давно открылась бы. 3 раза Российская Федерация ставила. Потому что там, кто сегодняшний глава вместе со своими близкими, родными обогащается. В день до 10 миллионов доход имеет. Я как налоговик скажу, когда товар двигается туда и обратно, надо налог на добавленную стоимость платить. А где? В казну ни 1 рубль не поступает. Что, это справедливо? Так не должно быть. Если я, власть, если я пришел туда, он правильно говорит, надо заполнять декларацию. Если ты этот путь выбрал, будь добрым, живи скромно, порядочно, подними уровень жизни людей, и никто не будет знать, кто президент, кто глава государства, Леонид кто Юрьевич, министр я и так очень далее. И тому перед подобное. вами извиняюсь. Извините. Можно одну Извините, ремарку? Одну богатый секунду. иди в бизнес. Уважаемые Вы сказали, кандидаты, слово duty-free в этой стране слово говорить нельзя, будут уважаемые будут кандидаты. проблемы. Да. Чтобы вы вас знали, очень я прошу просто прислушаться. прошлым эфиром Уважаемые сказал это кандидаты. слово, были проблемы. Уважаемые телезрители, будут ли вопросы кандидатов друг к другу? Как они видят внедрение конституционных реформ? Эти и многие другие вопросы мы обсудим сразу после рекламы. Не переключайтесь, прощаемся буквально на несколько минут. Курить можно? Акыр иаԥсахтер ихәаԥшцәа даҽазныгьы ишәгәалаҳаршәоит уажәы ишиашоу ицо ефир аҿы ҳшыҟоу иахьатәи ҳаиԥылара зызкугьы Аԥсны Аҳәынҭқарра Ахадарахьы акандидатцәа рдебатқәа роуп. Иацаҳҵоит ҳефир. Саид, ажәа умоуп. Табу плана. Уважаемые кандидаты, следующую тему, которую мы хотели бы обсудить, это важная тема — конституционные реформы. Здесь, на встречах именно в этой студии, многие из вас, которые приходили, мы с некоторыми обсуждали конкретный вопрос перераспределения полномочий. Вот в этом контексте я бы хотел вас попросить прокомментировать вопрос. Астамур, уже по традиции, доброй традиции, обращаемся к вам. Спасибо. Спасибо за вопрос. Я выступаю вот в перерывах, мы общались, до этого тоже общались. Я подписываю этот общий меморандум, о котором Алмаз говорил, с добавлением обязательным статьи и конкурсного подбора кадров на госслужбу. На мой взгляд, это первое, что необходимо сделать. Все вот эти перераспределения, они потом. Если не решить, не вывести госслужбу из тени, часто говорят, выведем госслужбу из тени, выведем бизнес из тени. Для начала надо вывести госслужбу из тени. То есть вы должны сами подать пример. Все, президент, вице-президент, парламент, министры, замминистры. Вот вы подумайте, какая бешеная конкуренция за государственные должности. Зарплата маленькая. Что же происходит с людьми,
мы готовы на смерть пойти, чтобы занять должность, которая, по сути, малооплачиваемая. Да? Проблем много, денег мало. Зачем? Я думаю, что если принять закон о незаконном обогащении, многие вопросы и многие политические кризисы отпадут сами по себе. Люди стали фанатами политиков не столько из-за того, что они там, их идеи разделяют. Идеи как таковой нету. Понимаете? Они хотят трудоустроиться. Вот выберут Леонида Юрьевича, выберут Алхаса Алексеевича. Я буду трудоустроен. Я готов за это уже и драться. Понимаете? Вот это путь деградации. Я считаю, те вопросы, о которых мы говорим, прямые выборы глав администрации. У нас что происходит? Мы по селам встречаемся. Это вперед надо поставить. Любой конституционной реформы. Вот это и есть настоящая реформа. В Англии вообще конституции нету. Ну нормально с правами. Смотрите, какая ситуация. Люди, у нас есть несколько ветеранов войны, которых периодически пиарят на телеэкранах страны, которые оформляют под себя земли, собственности, понимаете, перепродают, поддерживают кого-то на выборах и так далее, да, являются хозяевами населенных пунктов. Они назначают глав администрации. Эти главы администрации занимаются продажей земли по сути. Не все, есть честные госслужащие. Но это имеет место. У меня был случай вообще душераздирающий. Сын героя Абхазии говорит, я написал заявление, погибшего героя Абхазии сын, написал заявление, говорит, мастерскую хотел сделать. Они не знали, что руины заросли плющом. Они не знали, что есть такие руины, на балансе не стояли. Как только он написал заявление, они говорят, и на баланс поставили. И говорят, не получается оформлять. То есть деньги хотят. Прямые выборы глав администрации снимут эту проблему. Сельчане, горожане никогда не выберут торговца землей мэром. Это не мое изобретение. Это стандартный путь, который мы должны пройти. Мы должны озаботиться еще чем. Можно поднять зарплату госслужащим, не прибегая к каким-то дополнительным вливаниям. Если моя зарплата 20 тысяч, а я еще миллион под разными показушными проектами осваиваю, кладу в карман, в реальности я обхожусь государству 1 020 000. Мы предлагаем уволить такого человека по статье, взять человека по конкурсу, заплатить ему 70-100 тысяч, сохранить деньги для бюджета и повысить эффективность нашего чиновника. Спасибо большое, Алхас Алексеевич. Спасибо. Вам слово. Ну, вы знаете, я и здесь, в вашей студии, встречался с вами. Мы обсуждали как раз-таки эти реформы по распределениям полномочий. У нас в программе четко расписано это. Я имел такую возможность еще ее презентовать. Это и выступал по Абазе, передавали. Мы ее полностью концептуально все разложили. У нас расписано все пошагово. На наш взгляд, я сейчас углубляться в эти темы не буду. На наш взгляд, конечно же, сегодня вся власть исполнительная сконцентрирована в одних руках. Результат этой плодотворной работы вы видите сегодня налицо. Так не должно быть. Это вы помните еще и помилование лукавого, есть еще разные вещи происходили у нас, понимаете? И просто все, и парламент собирался, и люди митинговали. На самом деле процедуры контроля исполнительной власти нету. В нашем случае мы ее хотим предоставить и парламенту, чтобы оно контролировало исполнительную власть. Без этого быть не может баланса между ветвями власти. Вы понимаете? Если президент сегодня назначает 5 раз за 5 лет разных премьер-министров, кого угодно, по родственным отношениям, по узкокорпоративным, по клановым, по групповым, по обязательствам выборным, если он назначает и когда хочет кого снимает, когда хочет кого назначает, и над этим контроля нету, дальнейшей этой эффективной работы не будет в государстве. Поэтому мы хотим разграничить, и мы об этом твердо заявляем. И мы обязательно и решительно это будем делать.
Да, я согласен, какие-то группы могут этому противодействовать, какие вещи могут противодействовать. У нас хорошие реформы обозначены в системе правоохранительных, в целом в силовом блоке. У нас реформы там обозначены в сельском хозяйстве, то есть по направлениям. Мы, конечно же, рассчитываем на депутатский корпус, через что мы должны это все осуществлять. Есть вещи, какие-то вещи, которые иногда не требуют, как мы всегда все обозначаем, особых финансовых больших вложений. И мы просто должны иметь желание, каждый руководитель должен иметь желание, чтобы исправить ситуацию. Когда упорное желание и упорная работа в этом направлении, вот тогда что-то получится. А сегодня, я вам скажу, чиновничий беспредел в реальной ситуации нашей. Кто президента сегодня, вот мы же, вот смотрите, какой баланс мы предполагаем, чтобы президент имел там по схеме, да, по 3 раза, если отклоняется кандидатура премьера, распуска парламента, но и в свою очередь, чтобы парламент имел объявление импичмента президенту. У нас в Конституции просто написано, никакой процедуры нет сегодня. И, конечно, президент и все остальные чиновники могут сегодня фактически бесчинствовать. Понимаете? И ни за что не отвечать. И никогда ни за что и конца края виновного не найдете вы. Поэтому наша Конституция, в нашу Конституцию мы уверены, что нужны вносить полезные поправки. Она неплохая в целом, если брать. Она соответствовала тем временем, которые мы проходили. Да, было такое время, когда нужно было так сделать, чтобы сконцентрирована была власть в руках президента. Это было, и я тоже согласен с этим, потому что время послевоенное такое было, когда наш лидер должен был на себя брать ответственность, оперативно решать какие-то вопросы за свой народ, за ситуацию в геополитике и в политике внутри. Но сегодня реалии диктуют другие, реальная жизнь другая. Вокруг жизнь меняется, и устройство наше меняется. Перераспределением полномочий мы сохраним баланс в обществе и между ветвями власти. Спасибо большое, Пожалуйста. Алмаз Северянович. Вам слово. Если позволите, наверное, это моя самая любимая тема, о которой я хочу говорить, потому что в данном случае я очень рад, что в этом отношении ряд моих коллег с этим согласны. Мне кажется, основное, ради чего мы, в принципе, участвуем в выборах, это не личное президентство, это невозможность лично руководить страной. Это Астамур Валерьевич правильно сказал. В нынешнем виде это вот монархия, но 5-летняя монархия, внутри которой человек пытается максимальные блага отжать из системы, и ничего другого тут нет. И первое, о чем стоит разговаривать, я уже читал общий документ, это конституционные реформы. Первые 10 дней, если нам народ доверит, первые 10 дней будет назначена комиссия по реформе, конституционной реформы, которая будет длиться ровно 3 месяца. Почему 3? Потому что, мне кажется, основные предложения игроков, они уже сформированы, и наше предложение, я его сейчас опишу, тоже сформировано. Но если ваше предложение сформировано, то зачем комиссия? А комиссия нужна, мне кажется, для того, чтобы мы положили свои базовые предложения, но в то же время существует достаточно большое предложение, которое есть внутри других политических организаций, и мы бы хотели, чтобы они были... Северянович, она в нашей команде уже есть. Ну, я про это и говорю. Если мне познакомиться Бог тоже. позволит, то в данном случае я хотел бы, Алхас Алексеевич, и вас пригласить с предложениями, чтобы мы совместно над этим поработали. То есть вот в чем главная цель комиссии. И любой план, который не имеет срока действия, срока, он, к сожалению, не будет реализуем. Мы помним, как нынешний президент, приходя к власти, обещал реформы, но такие размытые в сроках, поэтому они не были реализованы. О чем идет речь в нашем случае? Что мы будем предлагать на самой комиссии? Во-первых, совершенно полностью согласен со всеми говорящими в отношении того, что система ответственности в нашего государства, и особенно, вы знаете, рыба гниет с головы от руководителя государства, это напрочь отсутствие системы ответственности. То есть президент и чиновники могут нарушать закон сколько им угодно. Любое устное указание президента важнее любого закона, любой конституционной нормы. И в этом отношении приведение к ответственности руководителей, чиновников, мне кажется, тут самое основное приведение возможности к ответственности этих лиц. Что касается самой формы модели управления, мне кажется, нужно глубоко изменить Конституцию и модель управления в том числе.
Та форма управления, которую мы будем представлять, это двухпалатная парламентско-президентская форма, внутри которой президент большую часть своих функций сохраняет, но при этом все основные решения президента, руководителя исполнительной власти, должны быть утверждаться на законодательном органе, как в нижней палате, так и в верхней. Что еще мы бы хотели сказать? Нынешний парламент, по нашему мнению, должен быть, как во многих странах на планете, разделен на две части. Потому что в целом любой парламент представляет из себя и законотворческие функции имеет, и представительские, и те, и другие функции, к сожалению, в нынешнем виде полноценно осуществлять не представляется возможным. Когда я говорю о Верхней Палате, существует мнение о том, что нужно будет собрать еще какое-то количество депутатов, и надо будет им платить, совершенно нет. Предложенный способ формирования Верхней Палаты это 7 регионов плюс город Сухум, депутаты местных собраний, которые не нужно придумывать, они есть, это не постоянно действующий орган, который может раз в 3 месяца собираться для утверждения уже действующих принятых законов, плюс основных решений президента. Мне кажется, эта система нам позволит избежать и многих политических кризисов. Какое бы решение не принял президент, он должен его отправить на ратификацию парламента и в Верхнюю Палату, и уже после ратификации претензий к нему нет, потому что я предложил народу, а народ одобрил. Это многоуровневая система управления, где примеров очень много. Первый пример Российской Федерации, где-то Госдума и Совет Федерации, вот по всем практически странам. И мне кажется, вот такой подход, и в том числе, я еще раз подчеркиваю, что в этом деле тоже нужно совместное решение, потому что есть наши предложения, есть Алкас Алексеевича предложения. То есть единолично пытаться этот вопрос решить, это опять загнать себя в тупик. Спасибо большое. Спасибо. Артур Миродович, пожалуйста, прокомментируйте вопрос, какие подходы. Я обращаюсь к нашему народу. Хочу отметить один, наверное, самый главный момент. Вот уважаемые телезрители видят, в какой атмосфере на сегодняшний день проходят дебаты кандидатов в президенты. Это впервые в нашей истории, новейшей истории. Народ видит, насколько близки позиции большей части кандидатов по тем или иным вопросам, проблемам. Я могу с уверенностью сказать, что наступила эпоха перемен. Вы видите, вот каждый из нас по возрасту в среднем нам по 40, 45, 50, 55 лет. Это означает, что на смену тем политикам, которые творили политику в течение последних 15-20 лет, идет новое поколение с новыми идеями, с новыми взглядами. Если мы сегодня говорим о конституционной реформе, я со всеми абсолютно согласен. И в программе моей и моих единомышленников отражены все вот эти вопросы, которые поднимали уважаемые коллеги. Отражены. Но самое главное, мы сегодня можем говорить о этой проблеме, о конституционной реформе. Вы знаете, я могу перефразировать Остапа Бендера и сказать: лед тронулся, господа народные заседатели, но если я перефразирую, у меня будет другое обращение. Лед тронулся, уважаемые властимущие. На самом деле наступает эпоха перемен. Я предлагаю сделать так, чтобы после выборов ныне действующая власть, предыдущая власть отчиталась за все содеянное перед своим народом. Вот у меня здесь лежит очень много материалов. Очень много материалов, касаемо энергетики страны, касаемо разработки, добычи нефти в Абхазии. Давайте доведем до нашего народа, что же расписано в этих договорах, в этих условиях. Давайте сделаем, чтобы народ узнал, приемлемо ли это вообще для Абхазии. Отвечает ли это интересам нашего государства, нашего народа? А может быть нет? Иногда называются очень громкие цифры о многомиллиардных поступлениях в наш бюджет, если. А давайте озвучим все вот это, о чем я говорил, своему народу. А может народ скажет, это не отвечает интересам нашим. А может народ даже скажет, это предательство национальных интересов. Давайте
Скажем правду в лицо народу своему. Давайте сделаем, чтобы каждый политик, и предыдущие политики, и кто бы из нас не пришел к власти, был подотчетен перед своим народом, отвечал за каждое свое слово, за каждый поступок и за каждый документ, где будет стоять его подпись. Я не углубляюсь в те непосредственно вопросы, касающиеся конституционной реформы. Это уже реформа. Вот то, что мы сегодня творим здесь, в студии, это уже реформа, это начало реформ. Это начало реформ, я вас уверяю. Давайте сделаем, чтобы, вот если мы говорим о выборной системе, начнем сверху до низу. Я абсолютно за распределение полномочий, чтобы был баланс сил, но при этом, опять же, чтобы каждая ветвь власти несла ответственность перед своим народом, чтобы каждый ответил за содеянное перед страной, перед своим народом. Спасибо большое, Артур Миродович. Шамиль Умарович, пожалуйста. И вот прежде чем мы перейдем к обсуждению, не мог не заметить, что, уважаемые кандидаты, вы передаете друг другу листочек, и он сейчас, Алмаз Силяч, Это, вас это тот меморандум, о котором я сделал. хотел, заявление. да, чтобы Ну, мы люди- по итогам мы, конечно. Хорошо, озвучим. тогда мы телезрителям попозже сообщим. Шамиль Умарович, вернемся к теме. Какие виды... Реформа политической Да. системы. Это один из главных и важнейших вопросов, который я сегодня предполагал задать действующему президенту Раулю Хаджиба. Где наша конституционная реформа, с идеей которой мы в 2004 году шли во власть и избирались, обещали людям ее реализацию в течение 5 лет. Конституционную реформу впервые начал Владислав Григорьевич, он озвучил идею конституционной реформы, и ни шатка, ни валка очень активно в период Сергея Васильевича Багапча это дело продвигалось, Александр Владимирович заморозил эту ситуацию, а этот нынешний президент вообще ее никак не фактически не реализует. Полумеры еще хуже, реформу, про чем Конституцию. лучше вообще не начинать. Вот эти вот декларации, то, что мы будем, декларировано было президентом, но в тот момент кандидатом, что главы администрации должны избираться. В итоге, что избираются якобы, президент приводит за руку человека, его избирает местное собрание. Это что? Это реформа. Пока у нас не будет выборов в местных органах власти, включая глав сел и глав администрации, у нас не будет крепкого местного самоуправления. Без этого невозможен хороший, качественный уровень жизни на местах. Это невозможно, это аксиома, по этому закону живут все развитые государства. Что предполагаем делать? Политическая власть – это что? Сегодня у нас традиция, да, демократическое общество, демократия, вот, власть – это три ее ветви, она единая власть. Эти ветви должны балансировать, а не конкурировать, как сегодня происходит. Но это невозможно, потому что полный перекос в сторону исполнителей власти. Вот, пока этот перекос не будет ликвидирован и не будут переданы полномочия парламенту, судебной власти, правительству, в том числе премьер-министру, ничего о развитии и о движении вперед сказать будет невозможно. Все это мы понимали 5 лет назад, из-за этого мы поддержали этого человека, к сожалению, опять-таки ничего не получилось. Я скажу о своем опыте. У меня такая вот практика. Я работал, в 2005 году был назначен в Госкомитет по молодежи и спорту, и потом в 2014 году уже первым вице-премьером. Оба раза, первый день рабочий, что я сделал, написал заявление об уходе с работы без числа и без моей подписи. То есть я показал, что я не буду цепляться за власть. Если доверие народа поет на мне, я уже избранный, не могу писать заявление, кому я буду его писать. Тут второй механизм. В течение 100 дней один из главных вопросов, который мы будем реализовывать, это можно сделать, это импичмент. Это тот импичмент, который баланс держек и противовеса. Вы его придумали пару веков назад. Представляете, когда это придумано, мы до сих пор не можем это внедрить. У парламента должно быть право импичмента обязательно. При этом парламент, я уверен, что с удовольствием за эту идею схватится и поможет ее реализовать. При этом у президента право распуска. То есть это балансы, без которого невозможно развитие политической системы. Только внутри партийной системы рождаются политики, вне ее это невозможно. Только партия может выдать идеологию, вне ее это невозможно. Один политик не сможет создать идеологию. Поэтому мы вынуждены, мы должны прийти к партийной системе, у нас другого выхода нет. Более того, все мы об этом говорим. И вот тот меморандум, который я предлагаю, в том числе указывает, что вот это будем делать. Мы все люди слова. Если мы сегодня дали людям слово, что мы это реализуем, не будем называть имен, в отличие от некоторых, мы этот вопрос обязательно доделаем. Вот. Без реформы политической системы у нас ничего не получится. Поэтому
наиважнейший вопрос, который мы все должны, говорится, понимаем, что это такое, и должны мы его обязательно реализовать. Вот. Партии, партийное, допустим, формирование парламента. У парламента должно быть, у партии право на назначение, формирование кабинета министров, назначать как минимум 5. Нам не надо спешить. Давайте мы поживем 5 лет, через 5 лет проведем аналитику, проведем анализ, еще добавим, где-то убавим, вторая палата, третья, я не знаю, что там можно будет придумать, но обязательно не спешить, не рубить с плеча, а поэтапно внедрять эти вещи, проводить анализ и потом уже, анализируя ситуацию, менять новшества. Вот это все я хотел вам сказать. Вообще с конституционными Спасибо большое. поправками и реформами торопиться и набегами нельзя Конечно, делать. абсолютно. И в угоду каких-то там групп партийных, чем вот я и сегодня говорю, это собрались, надо и делать люди системно. предлагать начинают, как у нас зачастую предлагать начинают какую-то программу там по изменению. Такие вещи нельзя делать. Нужно все продуманно, с учетом экспертизы, с учетом ученых людей, совета, с учетом специалистов по конституционной реформе. Это не Вот так обсуждается, надо Александр делать. Алексеевич. Да. Как иначе, другого пути нет. Передадим Конечно. слово Каждый, Леониду кто может, Юрьевичу. двигаться. Леонид Юрьевич, ваше время. Да. Прокомментируйте. Да, какой уважаемые избиратели, коллеги, на самом деле все это должно быть направлено на страну, на людей, для того, чтобы связь была от простого крестьянина с земли до государственных мужей, так, наверное, кто-то себя называет, но президент кто такой? Министр кто такой? Это люди, которые родились и выросли, они патриоты своей страны. Мы по земле ходим. Конституция, на самом деле, она устарела. В свое время она шикарная была и выполняла волю народа. Ну, это мы уже прошли. Сегодня, посмотрите, на самом деле надо перераспределять, а самое главное, Конституция должна отвечать сегодняшним реалиям. Вот, сегодня по нашим законам глава государства любое нарушение может совершить то есть в сроке исполнения своих полномочий, его к уголовной ответственности не привлечешь. Эти вещи надо менять. Абсолютно. Нельзя так делать. Вы посмотрите, действующих президентов отстраняют, привлекают к уголовной ответственности. А я не понял, а кто такой глава государства? Он что, откуда-то спустился, что ли? Это люди доверили, люди поверили, не давая обещаний, просто реальные вещи надо. Посмотрите, а кто единственный человек, вот глава государства, он глава исполнительной власти по Конституции. Но один человек назначает, он же ставит задачу, он же спрашивает, он же в случае неисполнения своих служебных обязанностей освобождает. Вы представляете, во-первых, идущий на такой важный государственный пост, доверие людей надо оправдывать. Человек должен быть здоров, человек должен быть патриотом, человек должен быть просто не жалея сил, знаний Просто я лично знаю, куда путь выбрал, я иду в этот омут, чтобы на самом деле вместе со многими в случае победы, собрав всех в единую команду, всем работы хватит, мы должны всю эту систему поломать. Так нельзя жить. Так народ уже от всего этого устал. Вот говорят, посмотрите, все нормальные чиновники, где бы кто ни работал, параллельных структур сколько. Все это надо оптимизировать. У нас есть два направления важных. Курорт, туризм и аграрный сектор. Все, надо многопрофильные делать, эти два министерства. Мы, приводя в порядок, аттестовывая, мы должны молодых людей направить на правильный путь. А почему мы не, по жизненно важным вопросам, почему мы референдум не должны проводить? О нефти, о электричестве и так далее, и так далее. Но мы же знаем, кто это затеял. Если, почему наши крестьяне, наши заслуженные люди, пенсионеры, но село, деревня, мы это говорим везде, не должны за электричество платить. Во многих местах за воду платят. Это тоже не должно быть. Ну и в городах и районах не должны пенсионеры, у нас и ветераны Великой Отечественной войны платить за электричество. Мы должны все национализировать. У нас есть заявление по этому поводу и коллективное, и я лично делал заявление, обращаюсь, потому что это национальное достояние. Мы все должны в соответствии. Кто будет мешать работе, нашему строю,
вообще по жизненно важным вопросам. Есть у нас Мукашта, есть Лахнашта. Я, честно говоря, в случае доверия, по многим вопросам мы будем обращаться, и собирая народ, доводя и ставя несколько вопросов, жизненно важных для народа многонационального, для касающихся интересов нашего народа, мы это должны через референдум проводить и называть имена, фамилии, кто мешает сегодня трудиться, идти вперед шаг за шагом. Спасибо большое. Все-таки для уточнения хотел бы понимать... Самое интересное, знаете что? Да. Самое интересное, они все, у нас же много хороших законов, правильно же? И конституционных, и других законов, да? Самое интересное, что их никто не выполняет. Вы думаете, те законы, которые сейчас есть, они неэффективные? Большинство из них хорошие, просто Есть надо такие, иметь волю. Очень много неэффективных Да. законов. Есть неэффективные, но есть эффективные еще. Согласен, а кто их конечно. выполняет? Есть такие, да. Понимаете, когда глава государства говорит, я гарант Конституции, которую он перетоптал, вот тогда мне плохо верится в это, что те люди, которые сегодня находятся там наверху, что они вообще думают о Конституции или о каких-то законах. Да, вот здесь пару слов я с удовольствием добавил Да, бы. я Вот потом- возрастной ценз. Вот как с 35 лет мы должны изменить, и депутатов так должны избирать. Понимаете? Потому что и надо, 25. как? 25 мало. Да, 25 мало. И глава государства, и депутаты Народного собрания должны проходить медицинское обследование. Они должны быть здоровы, они должны... Кандидаты тоже должны проходить медицинское обследование. Обязательно. Иметь справку от психиатра даже должны Обязательно. иметь. От Обязательно. любого должны. Я это Депутаты имеют, а кандидаты не имеют. Это с Полное декларацией медицинское обследование. Ну, можно и без декларации. Не, с декларацией Алхаз, не Справку с психиатра, от полное. Друзья мои, психиатра давайте можно, дадим ребятам можно продолжить. без декларации. Справку от психиатра Нет, можно там в ЦИК может приносить быть без декларации. Интересные Нарколога. предложения Полный пакет рождаются... должен быть. Интересные предложения рождаются у нас прям в прямом эфире. Еще вот все-таки хочу доуточнить, что это за меморандум. И вообще мы в эфире больше 2 часов. Ну, видна поддержка и очень такое дружеское отношение. Не меморандум ли это, а взаимной поддержки? Расскажите это, я так понимаю, бумага. Видите, прямо на ходу Бумага всё у рождается. вас, может быть, Это у нас предложенный прям Шамилем Собралась Умаровичем. собралась коалиция. Совместно, Давайте это мы... предложенный Шамилем Умаровичем совместный читал меморандум в начале кандидата в передачи. президенты. Я Не, тут, это другое. уважаемые Не, телезрители, тут есть подписи уже, я так понимаю. Тут, как Шамиль я уже Умарович, сказал, расскажите. Сейчас мы дали, да. Сейчас вам в прямом Я эфире вначале, когда передали, сделал да? заявление, Ага. говорил о нем. Это вопрос о чем? О том, что мы даем обещание, встречаясь перед избирателями, мы даем слово, что мы проведем конституционные реформы. Мы хотим это закрепить подписью. Как я уже сказал, мы люди чести, люди, которые за свои слова отвечают, что потом, как вот нынешний президент нашел причины, чтобы у нас таких причин не было, да и мы прямо, и вот как положено, любой из нас, кто победит, чтобы эти реформы довел до конца. Тут ничего другого Шамиль нет. Умарович. Все то, что мы обсуждаем. Шамиль Умарович, у меня есть интересный документ дома, почему-то он у меня остался, никому не нужен. Ты рассказывал о нем, да. Кстати, обнародовать надо его. В данном случае Фонд экспертного содействия АНР стал инициатором подписания некого общественного договора, который в конечном итоге подключились В 2014 году, правильно? в 2014 году к созданию его ряд организаций, 15-20 и партийных организаций, и других организаций, где были сформулированы общие вопросы с общими видениями. В 2014 году у вас хорошие идеи были. Но, поверьте мне, они такие же, как и тогда. Мои собственные... Алхаз они- Алексеевич, не ошибается тот, кто ничего не делает. Согласен. Без ошибок в жизни Если не бывает. позволите- Мы все исправим, Алхаз поэтому Алексеевич, идем во Алхаз власть. Алексеевич, если позволите, мои главные претензии нынешней власти, это то, что они стали плохим продолжением предыдущей власти. Именно это. Теперь Худшим. я не различаю их. Но к чему? К документу. И тогда этот документ был, мы с коллегами, я в том числе, ходили с предложением подписать этот документ. У меня есть, конечно, все кандидаты их подписали. Аслан Георгиевич, Мираб Борисович и Леонид Юрьевич тоже подписал. Леонид Юрьевич, кстати, первым подписал. Но там самая важная вещь, значит, у всех остальных 3 кандидатов не было возможности реализации этого документа. Но они Но не там были есть избраны. главная подпись, вот такой же документ за подписью нынешнего президента. Я вас уверяю, ни один пункт не исполнен. И очевидно, если мы его принесем и скажем, вот ты нам обещал, вот его подпись, а в видеозаписи есть этих заседаний. То есть 0 ответственности по этому понятно. документу. Мы в церкви клялись. Ну, можно Что бы, и было? так было. Это про подписи, насколько они могут быть значимы. Так,
Давайте к делу. Да, я хотел еще выразить наблюдение. Достаточно в такой дружеской, теплой атмосфере проходит у нас сегодняшняя Разве это встреча. плохо? Не похоже на И- дебаты, Как правда? же Дело- будем работать? И дело, да, вот о Оппоненты работе не мне пришли, очень, оппоненты. очень интересно. Оппонировали в основном с ведущими. Вот мне интересно следующее. другого. Нет, мы ничего Нет, не абсолютно. ожидали. Мне вот, говоря о работе, я так понимаю, учитывая, что во время выступления одного кандидата чаще всего остальные 5 выражали поддержку. Есть ли какое-то, может быть, будущее, там, планируете ли вы объединиться? Очень интересно, потому как вот атмосфера дружбы прям тут нас Не, на самом деле, заполнила. можно я начну? Да, Вот, знаете, пожалуйста, и будем- Наш народ вот за последние 25-26 лет очень разобщили. Выборы, вот это нечестные выборы, которые проходили. Сегодняшняя глава повторяет много моментов, забывая, как он проходил этот путь. То же Леонид самое. Юрьевич, мой вопрос был Да, о ваших взаимоотношениях. Не, Мы уже вот, больше 2,5 часов об этом говорили. Хорошо, Мне- вернусь к этому. Да. Вот, я просто что говорю, наше общество разобщено. Я никогда не был, ни в каком клане не состоял, не был хаджибистом, анквабистом, богобщистом, нигде не состоял. Сегодня реальная возможность, если мы не объединим, в случае победы, да, однозначно, где хотите поклясться можно, потому что искренне говорю, нам не объединиться, не объединив все усилия, не объединив всех, ни левых, ни правых у нас нет. У нас полно дел, мы должны идти вперед, много проблем у нас на пути, разрешая ежедневно, ежесекундно, ежеминутно, мы должны это все преодолеть. Очень за короткое Спасибо. время. Народ устал уже. Народ уже не знает, куда деться. Людей не могут прокормить, одеть не могут, школу послать не могут. 1 сентября на носу. То есть очень много дел. Всем работы хватит. Леонид Юрьевич, спасибо. Я могу попробовать ответить. Да. На самом деле, Коротко и- история заключается в том, Да-да-да, что вы, коротко, но... за время Это мы уже за рамки за вышли. время предвыборного периода вы наблюдали, как ряд совместных документов, Скоро. ряд Дима, совместных документов, включая то, что сейчас Шамиль Умарович предлагает, были подписаны ряд совместных документов. И вы не поверите, подписи всех здесь стоящих, и в том числе и одного не стоящего здесь, значит, Самура Борисовича, все есть там, потому что движение каким-то позитивным целям и задачам у нас. Вы не поверите, там нет 2 подписей, 2 штабов. Это штаб нынешнего президента Рауля Хаджимба и штаб, я не побоюсь этого слова, прошлого президента Александра Золотинсковича, где за формальным кандидатством я с глубоким уважением к личности и кандидата Аршба, и вице-президента Барцуц к личности. Надо понимать, что всю ответственность за предвыборный процесс берет на себя. Вы знаете почему? Потому что именно к этим 2 штабам есть наибольшее количество вопросов по ответственности. Если мы имеем сегодняшнюю жизнь вот такую, 500-рублевую пенсию, то очевидно это первые 2 штаба, которые несут на себя ответственность. Не Олег Нурьевич, а непосредственно человек, который позиционирует себя как руководитель этого штаба и отвечающий на любые вопросы от этих штабов. Извините, Алмаз среди Ильянович, нас, мы уже повторяемся, среди как, нас, сожалению. поверьте мне, больших разногласий не существует. Мы Потому увидели. что если на протяжении всего периода, что мы выставляемся, мы совместно подписываем документы, какие-то видения у нас общие, какие-то разные, но тем не менее, совершенно точно, что у нас есть позиция вместе работать. Я только что Алхасу Алексеевичу говорил, что мы там, где, предположим, будет конституционная реформа, я бы хотел рассчитывать и на их помощь тоже. Совершенно точно, наверное, каждый здесь кандидатов, наверное, то же самое. Чего нет с 2 Спасибо последними. большое. Спасибо. Передадим слово Шамилю Умаровичу. И... Это тот Вы важный нужны фактор, без которого мы страну не спасем, не решим все те проблемы, о которых мы сегодня говорили. Единство, порядок и жесточайшая дисциплина. Единство не только внутри штабов, да, наших, после выборов один из нас будет избран, объединить потенциал всех, но потенциал всего нашего народа, всех наших диаспор. Без этого мы не победим. Вопрос-то где-то не будет никакого прорыва, и мы зачахнем и канем в историю. Более того, единство внутринациональное и межнациональное внутри страны. Мы сегодня, мы ответственны в большей степени, это наши предки построили Республику Абхазия, Абхазское государство, но сегодня мы многонациональный народ, и мы очень безответственно относимся ко всем другим этническим группам, мы их притесняем и обижаем. Пока не будет ни решения всех этих вопросов, ни о каком развитии
развитии нашей страны речи быть не может. И мы займемся этим делом прямо буквально с первых дней нашей Спасибо победы. И вот это, что бытует, я два слова не могу не сказать. Сегодня о подкупах и так далее много говорится. Я просто обращаюсь к телезрителям, избирателям, чтобы они знали, никакой видеосъемки не будет, не разрешено, категорически запрещено. И фотографировать свой голос за определенные дивиденды никакой возможности не будет. Поэтому пускай не боятся. То, что им дает сегодняшняя власть, то, что... Леонид Юрьевич, вы меня извините, для этого будет время для заключительного слова. Это пускай принимают, за 5 лет что не додали, вот сейчас какие-то мелочные дивиденды, они пускай примут, а проконтролировать не смогут. Ни видеосъемки, ни с телефоном такой возможности не будет. Спасибо большое. Леонид Юрьевич, Проконтролировать, раз мы проголосовал уже или нет? вышли за рамки обозначенного времени, Астамур, дадим буквально вам пару минут, Алхас Алексеевич, вам, и будем завершать основную встречу, если есть... Артур Миродович. Артур Мирович, Опять вы если будете есть говорить. что Буквально по этому в двух словах, вопросу далее сказать, перейдем к следующему. будет завершающее слово. Мы рассказывали, просто После мы этого вопрос подняли о вопрос. единстве имеется в виду. Вопросу да. о единстве Шамиль Умарович, вопрос спасибо. Вы знаете, Буквально вот пару минут. я понял. У нас нету врагов. Не в 2004 году мы ничего не штурмовали, не в 2014 году ничего не штурмовали. Потому что я считал и считаю, что на самом деле власть едина. Вот все постсоветское руководство, которое пришло, прошлая власть, нынешняя, они едины. От них периодически отходят какие-то ветви, выдвиженцы и так далее, там кто-то не попадает в правительство и так далее. Зураб Ачба такого рода оппозиции хорошо писал, то есть оппозиция должна быть идейной. Мы хотим реформировать страну. Почему нам так легко говорить? Потому что мы говорим друг другу правду, даже если спорим. Мы говорим друг другу правду, мы выходим на прямое общение, на прямой диалог. Вопрос конкуренции, я человек независтливый. Дай Бог, чтобы избрали кого-нибудь из моих конкурентов. Вопрос не в этом. Мы будем конкурировать на выборах, да, но мы будем соблюдать все рамки. Вы знаете, когда абхазский Абги издает одну единственную книгу за год, у нас встреча была, Шамиль Угалов, Артур Угалов из Рабхаб. Одну единственную книгу. Вся Абхазия завалена буклетами. Вся Абхазия завалена материальной помощью сегодня, какой-то, да? Это в тот период, когда элита абхазской науки, археологи, минимальный командировочный получают, уезжают туда, а у нас, то есть на пиар у нас есть деньги, да? Есть. На показуху у нас есть деньги. Мы хотим, чтобы эти деньги расходовались эффективно. Это очень важно для страны. Пожалуйста, вот этот прием не делайте. Каждое наше выступление, вы делаете этот прием. Вы начинаете говорить вместе со мной, начинаете нервничать и совершаю ошибки. Не делайте этого, пожалуйста. Вы хороший парень. Мы хотим содружеством людей быть, а не совражеством. Мы хотим соперничать идеями, а не тем, что послезавтра будет распределена Абхазия на участки и перетаскает людей, граждан Абхазии, к участкам. Садись в машину, надо проголосовать и так далее, да? Понимаете? Я призываю народ Абхазии к мирному сопротивлению этому. Это очень важно. Валерьевич, я надо вот вынужден сопротивляться. сделать вот Надо этот прием, сопротивляться который вам не этому. нравится. Не позволяйте В отличие себя от кандидата, вы садить в говорите уже машину больше и 5 отвозить. минут. Неважно за кого, пусть за меня будет. Неважно. Нельзя позволять этого. У вас будет заключительное слово, Алхас Алексеевич, если вам есть что сказать по этому поводу. Понимаю вас, слышу вас, и мы мы завершаем. все, знаете, что мне очень обидно, мы все говорим всегда, и это как раз таки и прием, как вот сейчас здесь вы говорили, да, на ухо, чтобы ложилось тепло, мы должны объединиться, мы должны это все сделать, мы должны как одна семья жить. Но на самом деле, к сожалению, мы это не делаем же. На практика показывает уже, что, знаете, как нужно делать, а не говорить в этом плане. И вот когда люди приходят на определенные должности, потом начинают по принципу свой-чужой очищать территорию, там, как говорится,
Таким путем никакого объединения не будет. Никогда в жизни. Понимаете? Вот принцип «разделяй и властвуй» надо прекращать в Абхазии. Если человек куда-то пришел на работу или выиграл, нужно, понимаю я, что командная ситуация тоже есть, но все равно в большинстве случаев нужно туда привлекать к работе, к любой работе государственной, к любой работе, привлекать исключительно по профессиональным качествам. Мы должны от слов уже переходить давно к делам, к действию. Хватит обманывать свой народ. Спасибо большое. Артур Миродович, что скажете нам и будем У завершать? меня к вам один вопрос. Вы нам потом предоставите заключительное слово? Конечно, конечно. По сколько минут? По 1 минуте. По одной минуте. Нет. Можно побольше? Я вам, можно, если вы задаете вопрос, я отвечу. На самом деле мы и так уже вышли. Мы По больше 2 минуты 2 часов. заключительные сделайте. 2:34 мне сейчас Мы сообщают. кандидаты всё. Находимся в эфире. Была целая предвыборная думаете, кампания. меньше стало У вас или- было 40 встреч, если я не ошибаюсь, вы как С раз озвучили. избирателями, Да, да. с избирателями. Хотелось бы Все напрямую равно, при поговорить. всем моем уважении к каждому, телевидение никогда не сможет быть вот этим посредником. Этот в полном спич был ровно объеме. 4 Коллега, минуты, которые простите, надо было вот этот добавить. один вопрос Нет, продумайте, вопрос в том, пожалуйста. что Как Артур было Миродович- организовано властью вот это выборные... Артур Миродович, Слышали, мы что уже хотелось об этом бы. говорили. Хорошо. Артур Леонид Миродович, Юрьевич. пожалуйста, ваше слово. и Вы слышали мой завершать. вопрос? Как было организовано Давайте мы этой властью предоставим выборы? возможность Просто. Артуру Вот это Миродовичу вопрос. ответить на Давайте наш человеку вопрос. дадим, Далее да, продолжим. Касаемо единства, мы уже каждый затронул этот вопрос. Сама атмосфера, сам диалог очень о многом говорит. Я скажу лично за себя, не имею права говорить за кого-то, хотя на сегодняшний день вот здесь одним из кандидатов, коих является Алмаз Джопа, и наш, значит, друг, который вынужден был сняться, значит, Астамур Отерба, мы подписали некий, значит, документ между собой, который, значит, позволит нам в дальнейшем при необходимости оппозиционировать власть. Может быть, дойдет и до такого. Вот Алхаз правильно сказал, мы сегодня говорим о братстве и единстве, но завтра может случиться так, не дай бог, конечно, что, придя к власти, новое лицо продолжит ту же самую политику. И я уверяю вас, в том случае я буду оппонентом любому из кандидатов. Любому. Это моя личная позиция, я имею на это право. Это уже страна Я не выдержит. хочу, так как истекает у нас эфирное время, значит, у меня очень много наболевших вопросов, которые отражены в программе нашего, значит, предвыборной программе нашего штаба. К сожалению, мы не затронули вопрос, касаемый молодежной политики на уровне государства. Я не знаю, почему так выстроен формат. Опять же, это не по отношению к вам вопрос, а по отношению к руководству ЦИКу, главе государства и так далее. Мы прекрасно понимаем, как создается эта схема вся, кем расписывается сценарий, если быть конкретным. Мы не можем с вами спорить, к сожалению. Артур Ну, я Миродович. высказываю свое личное мнение, Да, как кандидат, а мы я имею свое на не то можем. право. Другой вопрос. Не все то, о чем мы хотели сказать сегодня, здесь озвучивается. Я обязательно обращаюсь к молодежи, говорю, молодежная политика будет проводиться на достойном уровне. Обязательно. У нас очень много проблем. Мы сегодня говорим о расколе в нашем обществе. Давайте возьмем тему религии. По религиозному фактору у нас что, нету раскола в Абхазии на сегодняшний день? Вот, Шамиль, я насколько знаю, по вероисповеданию мусульманин. Я по вероисповеданию христианин. Хотя у меня мать и моя бабушка исповедовали ислам. Но на сегодняшний день, почему у нас на территории Абхазии нельзя выполнить обещание тому главе государства, который, я считаю, его уже увожу в прошлое. Он же давал слово. Давал. Неужели нельзя построить одну мечеть в Абхазии? Артур Миродович, Дайте я договорю. вопросов так Одну много, минуту. нам не то что Одну 3 часов, минуту. нам Одну ночи с вами минуту. не хватит. Пожалуйста. Одну минуту, я договорю, я приношу будет извинения эта всем минута. моим коллегам и друзьям. Но это очень важные моменты. Мы знаем, как раскололась наша православная церковь.
А почему мы не говорим об экологической проблеме? На сегодняшний день в Абхазии экологическая катастрофа. Возьмите наши села. Где урожаи, которые мы видели, скажем так, 15-20 лет тому назад? Где? У нас нельзя сегодня купить на местном рынке наших яблок, наших груш, наших слив абхазских. Почему? Мы говорим о каком-то мраморном клопе, который жирает все. Государство, кстати, глава государства призывал крестьян: собирайте, говорит, этот мраморный клоп, мы у вас будем принимать по 1000 рублей. Да пускай они сами собирают его. Артур Миродович, Другой я вопрос. очень Я сильно еще перед хочу- вами извиняюсь. Простите меня, 20 пожалуйста. Я Мо- вам хочу моя сказать о том, огромная что просьба. будет больше, чем 20 секунд, если вы мне позволите Хорошо, продолжить. я извиняюсь. Уважаемые кандидаты, вы нас простите, если мы были вынуждены перебивать и останавливать. Ну, вот такая у нас молодцы. работа. Я хочу сообщить о том, что на этом основная часть нашей встречи, к моему глубокому сожалению, подошла к концу. Но, как мы и говорили в самом начале, у каждого из вас есть 1 минута для того, чтобы обратиться к избирателям. Астамур, с большой радостью обращаюсь к вам. Дайте по Ваш- 1,5 минуты, пожалуйста. Ваша минута пошла. Может, Технически это уже невозможно. Ваша минута. что мы предлагаем? Мы предлагаем 26-25 числа нашим избирателям просто оказать сопротивление всем пиар-технологам, всем ушлым ребятам, которые вот сейчас пойдем, проголосуем и так далее. Вот эти ушлые ребята сделали и коррупцию, и бандитизм в стране. И сделали свой народ таким, что он оббивает чиновничьи кабинеты, вымаливая крохи. Мы предлагаем катапультировать наших коррупционеров по статье. Это вещественное доказательство разграбления Родины. Мы предлагаем поднять налоги на тех земли, те объекты, которые не функционируют, выдавить, по сути, мародеров из этих объектов, строить новые дороги, жилища и развиваться. Спасибо большое. Я справился. Спасибо вам за понимание, Алхас Алексеевич. Дорогие друзья, дорогие сограждане, я хотел бы обратиться к вам с пожеланиями, чтобы мы все вместе, буквально через день практически, подумали о нашей стране, о нашем будущем. Сегодня вы видите, какие ситуации у нас происходят и в какой ситуации мы проживаем, наше общество, в каких невозможных ситуациях у нас выживают практически, когда у нас в стране похищение людей, как правило, уже грабежи, убийства, гибель на дороге наших молодежи, состояние наших ветеранов, у нас до сих пор статуса о ветеране закона нету, состояние наших инвалидов войны, состояние наших пенсионеров и так далее, и так далее. Вы все это на себе ощущаете ежедневно. Не смотрите на то, что вам забетонировали дворы, не смотрите, что вам дают 5000 рублей, это все закончится. Вы подумайте о судьбе молодежи, о своей судьбе и о судьбе подрастающего поколения, а еще важнее всего в целом о судьбе нашего государства. Спасибо большое, Спасибо. Алмаз Северянович. Если позволите, я бы хотел, мы много о негативе говорим, хотел бы сказать о позитиве. 25 числа нам предстоят всей стране выборы. Мне кажется, у нас есть огромная возможность перелистнуть тот, может быть, неудачный опыт, который у нас был до того, и сделать один раз, может быть, правильный выбор, который даст нам возможность развиваться. Я глубоко верю, что наша страна безумно больших возможностей, в том числе экономических. Мне безмерно непонятно, как можно жить в такой богатой стране, в которой есть все ресурсы, любые ресурсы, их очень много, и оставаться там нищим. Я глубоко уверен, что через несколько лет в этой стране будет вот совершенно другая ситуация, позитивная, и, может быть, мы все за 3 года не успеем, но многие вещи сделаем. И еще единственная вещь, которую я хотел сказать. К сожалению, один из кандидатов был снят с предвыборной гонки, но тем не менее 3 штаба предвыборных еще неделю назад Артура Миродовича, Анклаб, мой, и штаб кандидата Оторба договорились о том, что вне зависимости от результатов исхода выборов, если мы победим, то мы, очевидно,
вместе будем реализовывать эти задачи. Если мы проиграем, то, очевидно, и оппозиционная борьба будет вместе. В этой связи хотел бы пожелать мира и счастья нашему народу и с надеждой на то, что они с благими пожеланиями, с благими намерениями вступят в новый этап через вот эти выборы. Спасибо большое. Артур Беродович, ваши Я минуты. докончу ту мысль, которую я не успел. Ну уж простите. Не, опять же, вы меня Всё, простите. я Ваша минута пошла. Вы меня... Чего страшного? Я думаю, Шамиль мне 10 секунд выделит. Сейчас минута не дам. Не дашь. Я опять же затрону вопрос экологии. Это очень важно для нашей республики. Без экологии нашей, нынешней, сегодняшней, наша республика существовать не сможет. Когда мы говорим о добыче нефти, подумайте о тех экологических проблемах, которые могут возникнуть у нас. На сегодняшний день подписаны договора с ООО, кстати, с уставным капиталом 1 000 000 рублей, нефтедобывающее ООО. Разработка, добыча, реализация. Ни рубля напрямую в бюджет Республики Абхазия поступать не будет. Но при этом какая катастрофа может ждать нас в будущем? Проблема, опять же, экологии. Вот давайте возьмем цивилизованный мир. На сегодняшний день у нас в Абхазии построено 3 вольера. Вот я встречался с людьми, которые очень любят животных, в первую очередь собак. Мы, вот здесь стоящие все абхазы, мы знаем, элемент нашей национальной культуры – это отношение к животному миру. Почему на сегодняшний день выделяет государство 1 600 000 на отстрел собак, а при этом нету статьи, пусть пустят эти деньги на стерилизацию. Артур Это Беродович, очень важные как моменты. мне неловко, вы просто себе не представляете. Но Спасибо. Спасибо вам большое. Шамиль Спасибо за Умарович. понимание. Дорогие соотечественники, я имею возможность сегодня до выборов последний раз с эфира обратиться к вам, поблагодарить за все то, что было, и извиниться перед теми, с кем я не успел встретиться. Это было невозможно, к сожалению, большому. Но, тем не менее, еще раз хочу сказать вам всем огромное спасибо. 25 августа мы должны поменять не просто политика одного на другого, мы должны вернуть власть народу. Самое главное. И второе, не менее важное. Политиков, которые в 2004 году столкнули народ лбами, столкнули нас всех, разделили народ. И плодами мы до сих пор все эти плоды видим. Вот это Рауль Хаджиба и Александр Анкваб должны уйти в историю. Мы должны выбрать, сменить поколение в политике, выбрать новых политиков, которые обеспечат динамичное развитие нашей страны. И тогда все эти вопросы, как экология, нефть, социальная политика, все остальное, мы решим абсолютно легко, и никаких проблем в этом плане я не вижу. Всего вам хорошего, Ажлар. Обзервиш за их счет, и жухба августа захан сфиха дараза, шимтин, шибжи шимтин, шнейна намысла патулы шахто, астапсарала, абсна якунаго ахада дал ишхарча дара угрозгод. Табук Дарадзе, табук. Дорогие, уважаемые, любимые наши избиратели, еще раз обращаясь к вам, хочу сказать, что мы в течение года по всей Абхазии, на дорогах, на улицах, городах и районах будет наведен порядок. Во всех властных структурах будут приходить на работу, будут отвечать всем вашим требованиям. Второе, мы поднимем уровень жизни наших сельчан. Будут спокойно спать, будут спокойно передвигаться, не будут беспокоиться о своих близких, родных. И самое главное, мы говорили о Конституции, о законах. Законы у нас неплохие, но много законов надо повернуть на служение нашему народу, крестьянину, фермерскому хозяйству. Я, заканчивая свое обращение, хочу просто еще раз вас призвать, сделайте правильный выбор, чтобы вы потом не жалели, не бойтесь никого, не продавайте свои голоса. Все, что вам дали, это ваше. Абзира Шимес, Шай Алха Курушка, сделайте правильный выбор, чтобы вы 5 лет не жалели. Если мы не выполним то, что я сказал в течение года, мы сами уйдем в отставку. Спасибо. Извините, что мы до всех не дошли, но мы старались. Спасибо вам Можно большое. на правах одного оппозиционера одно слово скажу. Всем. Одно кто здесь от власти? Только одно А слово. кто здесь от власти? Нет, одно слово скажу. Я призываю всех своих коллег, всех кандидатов, и которые здесь сегодня не присутствуют, всех сторонников, всех кандидатов. Давайте мы один раз подарим праздник нашим жителям, нашему народу. Давайте не будем на этих выборах
противостоять друг другу. Давайте не будем Мы за. разные делать стычки какие-то вымышленные, выдуманные. Давайте дадим людям просто порадоваться. Алхаз Арсеньевич, вы не С подписали. удовольствием, с удовольствием. А я вот в свою очередь от имени коллег хочу вас поблагодарить Вам спасибо. за ваше За терпение. терпение. Вы Спасибо, наше ребят. будущее. Спасибо. Спасибо вам Спасибо, большое, ребята. уважаемые кандидаты. Недостаточно Хочу вам оппозиционных сказать, закатных что в эфире Минут мы с за. вами вместе пробыли 2 часа 50 минут. На этом, к сожалению, мы с вами прощаемся. Кто его знает? Спасибо. телехоч ҳгәыӷуеит уахатәи аефир аҟны шәызҵаарақәа рыхәҭак иадамхаргьы рҭак ҟаҵан ҳәа атәыла ахадарахьы акандидатцәа ирымаз аефиртә аамҭа рхы иархәаны рыгәҭакқәа шәызнагара рылшеит ҳәа. Нанҳәамза ижәеихәбаразы ҳтәылаҿы имҩаԥысуеит Аԥсны Аҳәынҭқарра Ахада иалхра. Ҳгәыӷуеит арҭ алхрақәа азакон аҳәаақәа ирҭагӡаны имҩаԥысуп ҳәа. Ҳаграждан позициа аарԥшны ҳалхратә ҭыԥқәа рахь ҳнеип ҳәа. Ишәхашәмыршҭын, уаҵәтәи аԥеиԥш досу ҳнапы ишану. Иҭабуп иҳахәаԥшуаз зегьы уахатәи ҳефир ала ихыркшуп аԥсуа телехәаԥшраҿы алхрақәа ирызкыз апроект абзиараз. Абзиараз ҳаҭырзқәа акандидатцәа иҭабуп даараӡа шәахьаз абзиараз. Спасибо и вам, ребята, молодцы.